Читаем официальную программу «Низам-2002» Ахмеда Закаева, где в сравнении программа того же Афганистана покажется цветочками. Текст из «Низам-2002» из официального сайта так называемого правительства Азакаева. Все решения, принятые Маджлисуль-Шура, обязательны для исполнения всем, без права игнорирования. Всякая несправедливая политика противоречит шариату, а справедливая политика – часть шариата. Основываясь на этом, не дозволяется членам Маджлисуль-Шура и властным органам вести политику, противоречащую шариату. Призыв к исламу, повеление одобряемого и запрещение недозволенного, оберегание, исцеление общества, которое неверные стремятся испортить, является обязанностью Маджлисуль-Шура правительства, а также всех мусульман. 2. Условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков, подготовка и джихад на пути Аллаха. И после этого мы удивляемся, почему нас игнорируют международные организации. А вы бы сели бы за стол диалога с тем, кто на своем официальном документе грозится вас захватить, поработить и уничтожить, называя вас пренебрежительно кафиром и мунафиком. Закаев, Идигов, Сулейманов и так далее по списку актеров сомнительного жанра, которые не преследуют абсолютно и мельчайшей цели построения чеченской демократии, а наоборот преследуют одну единственную цель – ее искоренить из чеченского народа с помощью натурального ИГИЛа во главе государства, где народ станет не только жертвой адептов религиозной вакханалии под начинкой шариат, но где также абсолютно гарантированным будет и приток в республику фанатичных исламских религиозных элементов из Азии, Африки, что в свою очередь полностью расчистит русским дорогу в деле окончательной ликвидации чеченского самосознания, а следом вообще и чеченского национального государства. Машу, Marshall Hill. Marshall Hill إبراهيم Marshall. хуевая тема. Трамп наш или не наш? Уже хэтташ деш буквой Трампин свен. Чего? Кул штуцу нахали дацбо. أنا غوكوش قيش مواد. Ну типа вайн шнохчиш пайдау или вацбо. Американский ковбой цащен байда вторую бурду. Иш тасету иш хербук на Трамп уэлэ энцу украинский туам иш цецин умдирду. И все будут жить спокойно, весело, замечательно, долго, счастливо. И воцарится во всем мире русском мир и благоденствие. Jo, Moskva Putin kykkagen i da'weken parati akhbar примерно затыш. Кык аучмавой жорка пожатыша. Да, к сожалению, ничем порадовать я, например, не могу со своей колокольни, со своей позиции наблюдать, до чего сорвал ситуация. Пока эпоха Путина там и вообще путинцев, гопников, пока
мир не займется тем, чтобы вот обуздать вот этот русский мир, пока там ничего хорошего для Лайкома не намечается. Потому что систему установили, дальше уже сложно будет. Трампа в первую очередь вообще внутренний проблем, что интересно, у них своих проблем немало. Но и заодно Гардега, я думаю, он быстро завершится. Но Путин со территорию шитит я. И дух ничего интересно. Ну даже если сатиса сейчас уэя хахлыш бьёхом сразу цер сдается хунцадоте вам дабир бахвай нормально мерш да ваху урдах Украина фаескашин кала иган штатына рыбош хум хияч бала нах это вообще до того примитивное понимание ситуации, да, что сейчас вот русский мир, Киев за 3 дня там возьмем, маша Аллах, войско Исы, алейхиссалам, и будем жить потом, короче, и процветать. Ус будем, короче, даже дуть не будем. И так, очень примитивное представление, потому что у Путина и у Русни нынешней вот такой вот имперской, ее имперское как бы олицетворение или для чеченцев у них ничего не намечается, кроме как обслуживающий персонал. Материал, который не просто так, а с таким как бы ну, с учетом, да, там на долгосрочную перспективу, с таким, в таком вот виде, да, у них конкретно 1500 междигден сучушей систем чаяш, вбухивать дэш, ближневосточные, разные, эмирши, там, халифши, айламнахи, церцаши полностью как бы завязкшими. Что уже дик ишта самуху, что дик мехти кеча ин ишта вахахи инсана телевизор, халла дик дати ан там попкорн кечин иштек, сейчас начнется сеанс. Будем сейчас пить колу, смотреть вот так вот. И в таком вот примерно ключе штакетчин система, видите, чтобы потом, сейчас Украина, и там, с Украиной вопрос, там, Трампушка, машаллах, решит, и все, вот заживем, вот теперь заживем, вот теперь, вот сейчас что-то будет, теперь заживем, вот теперь уж точно заживем, Бог, что? И вот это, к сожалению, ничего позитивного, как-то, я не знаю, обрадовать или теплыми какими-то этими, ну, невозможно, потому что реальность, она другая. И наоборот, только усмирив вот эту русню, усмирив русский мир, и сделав, короче, там новый передел мира, только вот так вот что-то изменится ситуация. Как и в самой Русне, так и в отношении всех, кто, короче, у нее где-то под боком там находится. Так что насчет Трампушки как-то вот так. Ой, просто ситуация عندهم ده شوي طب هنا دين باتاليون يروي أمبون يروي روبو بيروي هنا دين
цуцоппири цаунеадин ца особо отдел особо опасного цаунеадин особо одаренного, особо выраженного, там туда-сюда, особенный, сверхсупер особенный, а ху название, что их там наш в этой ситуации у нас единственное, вы дало что, да? Хайруэн, хаты кушал идеология, прояснять нашей общественности, как правильно не дать себя оболванить этим идеологиям, как вылезти из этой ситуации. И постоянно как бы, я не знаю, что пропагандировать, просвещать нашу общественность, и объединять или, ну, как бы, скоординироваться вокруг нашего национального вот, идеи, нашего национального интереса и поднять уровень национального самосознания. Пока там мир, вот эта проблема всего мира, русня, пока с ней какая-то ситуация, как бы не, мир не обуздать, что وحوشل свой قطع شانس يعتقشت свой ليل ضيش يجا ويواششت ويشغل قدوين إزدر ووشع دقا دولش ووشع تعجيم قيتن بولنا أخوي يلا اشتر قاني يوهر سدويزو لئتا قاني خليزو قناخ واشتا والله звісно, куди не чоловіка візеру, верхуду де ішта просто розходний матеріал хил. Suhuman, düzol, şdünen çubuş, üşleyerin, larabbeş, liyalabbeş, üş tahunedin, et ламма хажи, хер хунедин, мадай, et тадиши, tahunedin, так, чтобы это все потом расходный материал для русни, ну, вы уж извините, что мазохизм. Надо же перестать заниматься мазохизмом, что какое-то будущее, свет в конце туннеля дать для всего этого. Цундел, вот шуман, сажима уэльяш, волнаха могут аккуратно договор, что шахишта. Сообща потихоньку вокруг национальной идеи, что сплотиться один и аккуратно к часу X действовать, вести полный рост подготовку, готовить свой народ, готовить общественность. И всех процесс шуква я еще я потенциал еще отдегду. Но для начала нужно слезть с идеологии, которые полностью нас отбивают от вот этого, короче, благого дела, да, от ценностей национального интереса и так далее. Тажим тем интересно, я цашенла тем хумхиц отключиться дворфаш. تير غلط دا دير دا تدير دا واي غلط دا تستديس استير غلط да за счет этого война каста возможности алмагер غلط تعدو زر الله ونواتنا если что войн юшчаур цадверза ونوات тадис продолжать надо на хат дештат шеш добиваться де что лунаш годами дьявол хала аталаш тец добиваться до дела не бросать а идти вперед умно ойлаешь. Ибраим, Хажа, у меня давно этот вопрос назрел, просто все никак ну, как бы не получается, возможность у меня, темы не бывает, чтобы его задать. Хажа,
Надо же как-то демократическую партию вывести на какое-то, хотя бы на какое-то политическое пространство. Вот, например, выйти с этого Телеграма, просто с Ютуба, хотя бы саму о себе заявить более для широких масс. Не просто мы там в Ютубе сидим, здесь в этом и какая-то определенная кучка людей нас смотрит и знает. Именно имеется в виду, чтобы люди, которые, если вдруг что-то вот так вот будет, как мы предполагаем, да, чтобы они знали хотя бы, что есть такая партия. И, например, я видела пару интервью от своей сайта, да, вот это ЧДП, и интервью, Тесла у тебя интервью лучше, и Седласун, который был председателем партии, кто он, у тебя, Окей. да. Вот эти пару интервью я видела, журналиста я не знаю, но к чему отбьют журналисту, я думаю, что это у нас как бы журналист тоже в изгнании какой-то, проживает где-то там, не знаю, я, по-моему, в Америке, неважно. Ну вот как-то вот хотя бы самим попытаться, вот, например, пригласить этих более-менее известных журналистов, которые бы пришли бы, задали бы вопросы, и как бы этот потом на своем выставили это для более широких масс. Я думаю, что надо в этом направлении двигаться. Ну, армян, журналист армянского происхождения, француз, журналист Тушин, владеющий на тянуть у них же минимум хотя бы газету какую-то для начала, Именно рубрику, журналисты, потом. да, вот и журналисты, которые имеют более-менее такое имя, в этом же Ютубе пускай это будет, но ще шорт подписчик школ, что? И вот никем, вот как вот это вот, никто не брезгует, например, возьмем эту же Украину, они всех приглашают к себе. И Невзоров у них там зависает, и Ходорковский у них там все их, вот Россия, тажима, Водаш, Олшвек, их, они под-русски, не под-русски, неважно, чем они там на задворках занимаются, но я имею в виду, вот надо выходить вот именно вот на такой более-менее хажа, вот этот приглашает Тумсу. За что? Надо как-то себя проявить, о себе как-то сказать. Дук дейца, уже Настоять на давно том, вот уже. вот я не знаю, кто у нас сейчас является председателем или еще кто у нас главный в партии. Вот он должен как-то выходить на этих журналистов и на эти передачи более-менее политизированные такие. Я не имею в виду вот этих вот типа Золкина или еще что-то. Нет, это не тот уровень. Я имею в виду именно вот те, которые освещают какие-то события, вот более-менее знаменитые и на широкие массы, которые работают. Ну, вообще-то, Мика, мы должны были работать, ну, вообще не в русскоязычном пространстве, да, потому что абсолютно в русскоязычном пространстве там ловить нечего. Единственное, там балтийские представители Швеции, вот представители балтийских стран, с ними у нас может как бы в качестве посредников мы могли бы с ними работать, через них с Западом работать. Еще лучше вообще без них, без посредников. Но с ними как бы нам все равно так или иначе отношения поддерживать не мешает тоже. Просто Ну, хотя бы их использовать в качестве трамплина, Ибраим. Потому что они могут вывести на какой-то уровень партию. Вот смотрите, есть Чеченская демократическая партия, да? Я да, уверена, да, что ну я, да. я-то, я-то понимаю. Просто вот это русскоязычное пространство. Ну, тут еще проблема в том, что там
мы сейчас пока занимаемся только просветительской, как мы видим, да, там еще вот эти атака несколько раз на людей, короче, уже производили, уже атаковали там часть партийцев, короче, под давлением, что выдавили, что бусол дать, да, вот под такими лозунгами, бусол дать, эрду и вожду и элла. Тоже нелегкое вот это дело, но, кстати, поэтому вот это председательское дело его тоже упразднили в партии, потому что как бы на одном человеке, вокруг одного человека, когда это циклится, он попадает под давление, да, в нашей ситуации. Да. Вокруг одного человека зацикленных. Этот человек через манипуляции, через давление начинает уже хромать. И всю партию, как бы, ну, вся партия страдает потом от этого. Так, как председатель любого должности, это в нашей ситуации, когда чеченцы вот так преследуемые, такой, даже Золкины, даже эти же украинцы, даже вот эти все полностью, кому не лень, все нас атакуют. Как народ, как нацию. А в этой ситуации сложно, духар. И цаду, шоло вот эти, то, что тузиков, музиков приглашают. Инцас, например, мацду из шикер интервью ялас, хотя и дерьмо швиха сунуш, он шфаздается и разно, и Кавказ реалии, и вот эти все русскоязычные, рудо пешвышвы, они цадык балган. Мы для них просто использовать, ищет что суммы, делаться через них, наоборот, цавайхум ахма эллар ишта, цахум дахайк урдацерки, бел урдацерки, очередной раз ишта попытки, и опять, короче, негативно там изду уже опубликовать, да? То есть не соответствующие действительности хумду. Es вообще и подружки среда, и я ее наоборот. Хокчуол, предаю чума мадати, что эти люди из себя ничего не представляют. Вся проблема чеченского народа – это русская империя, вот это то правительство их, банд правительства, вот это вот террористическая верхушка, которая, ну и вообще сам русский народ востребован, которым востребована вот эта террористическая верхушка, вот они полностью нас вот в такой ситуации держат. И поэтому тут говорить о каком-то чеченском руководстве, о каком-то и вообще не смотреть. Все-таки и проброс тебя, да, раз интервью я раз сел и ложку дегтя улицу, в бочку с медом, раз сел, макнуть дешь. И штук церца, твой дюйцуг неприемлемо дукцан, Мика. Мы, конечно, пытаемся, вот Ибраим, какие-то. да, нам надо сменить риторику. Я ничего не хочу сказать. Эшунисти, Ибраим, ты сам знаешь, не из худар-худацер, да, вот сегодня, учитывая, да, вот как это все отозвалось на партии, да, я приблизительно уже тоже себе картинку нарисовала, почему это все так произошло. Надо сменить тогда риторику, надо переформатироваться, надо, чтобы просто, даже если, чтобы вот таким образом не гнобили, но значит, уже не говорить про этих подрусских, именно как-то по-другому выражаться. Надо риторику менять. Я считаю, что главнее сегодня можно же эти идеи продвигать более мягким способом, не в буквальном смысле масу аурса чуцаяч, ну хотя бы для того, пока не вырасти. Понимаешь, ты сначала вырасти, набрать какую-то силу, а потом уже как-то вот более наглеть.
Для начала, я считаю, что если партия хочет сохраниться как партия, да, и чтобы ее хотя бы каким-то образом признали международному, ну, и, скажем так, да, мы же претендуем на что-то, правильно? Иначе зачем эту партию надо было издавать? Создавать, то Ну, есть, да? смотри, Вот. буквально коротко. Вот, впереди паровоза, что дают ломаться. Например, если у нас общество, оно не готово, хода уран то партию, о, шашка, махать бешь, мы какая-то партия, мы там демократы, сейчас давайте нас поддержите, мы весь народ здесь, каждый дирдуа, это из этого реально, да, то есть нам нужно народ же тоже подготовить к этому, чтобы он как бы, чтобы мы за этот народ как бы стояли, ну, мы Бог, я там самый последний на побегушках уксот, кулкан любой, я и там мой пучок был соратник, как бы сформировать адычан, что демократическое движение. Ну, имеется в виду и она форма была, мы сейчас будем, вот уже там попытка была, да, там на израильских каких-то выходили, на других выходили, и там партию горду туда-сюда, а партия чуть что сразу в кусты, вот есть такие люди, которые, да, нас их бой. Это получается в этом бла-бла-бла, там пустословие. Сначала нужно людей подготовить тоже, да, параллельно, чтобы был чеченский народ, который мы хотим привести к светлому будущему, который мы хотим защищать, который мы хотим отстаивать, представлять, да, вот так вот. Вот наш народ, видите, нас здесь сзади нас стоит, мы вот за него боремся. И Тацахильч вокуза показ. А Богу гам еще дадие что есть, да, конечно, нужно и подсказывать здесь как и что. Я просто вот пытаюсь, наверное, прокомментировать, ну или вот эту ситуацию, как я вижу со своей стороны, тоже разъяснить, да, как бы задавать, да, что вопрос, шанса. Впереди паровозы, что доутся лопает. Конечно, можно сейчас выйти, например, их ла журналистчик, человек, волкинш, всяк, вот давайте сун, хати ярзе камер, астадек, амел, до, там, сова ла Тесла, валлах, кемил хирухуза. Хотя, раз ты что, базарить, дашь, а дальше, а где вот эти остальные народ, за которым это, и мадуйку захрубишь. Так, если этого нету, получается, мы такие же балаболы, как вот эти в Украине, да, на перегонки. О, мы здесь создаем отряды, у нас там какие-то в Чечне сектора, туда-сюда. Это балабольство получается. Поэтому нам-то впереди паровоза, ждут лопой. Тем более с вот этим вот имиджем, который все еще никуда... Мы все еще исламисты, чеченцы. Нам еще вот этот имидж надо наш полностью его менять. А что-то хотела сказать, сейчас у меня вылетело. Я считаю, что для начала надо хаздыть. В любом случае. Дует, никакой такой прямо обвинительной риторики я бы даже в сторону России бы пока не применяла бы, прям в буквальном смысле. Может быть, какими-то намеками, типа, но для начала хазадуч надо расти, а потом уже применять какие-то более такие действенные рычаги. Я считаю, что надо именно так действовать. Впереди паровоза Мацахули здесь, и ты, например, хаздуешь хочешь, как по-другому? Люди не воспримут, если мы будем алейлы раской. Мы можем говорить об этом, но постоянно вот это вкажи, это какие-то эпитеты, какие-то ярлыки навешать. Это не совсем корректно, это не дипломатично. А если я сейчас буду говорить умные вещи, можете подумать, что я отсела здесь, это самое, это полеты. Это, ну, Абсолютно.
это хорошо, наоборот, что ты сагат беша хукумана ишта участвовать, да, и чего диктует. Просто хай виден мухал дезал хаол, это дука пойди тишмаить, он да, уэлич, на досуге хотя бы. Да, я сейчас не занимаюсь разбором полетов, как говорится. Но когда я слушаю гинц вот но я считаю, что у нас немножко не совсем дипломатичная риторика в нашей партии. Мы слишком как-то вот садимся и очень вот тому улица слишком примитивно и просто вот так вот сядем и начинаем там это не привлекает. Это не привлекательно. Понимаешь? Надо быть более Я здесь я не соглашусь. Здесь я не соглашусь с тобой, Но я потому тоже что не понимаю. не, я понимаю, что губа, но я знаешь, с чем не соглашусь? Потому что мы еще не было ничего, да, никакого момента, где надо было бы соблюдать какую-то дипломатию, да. То есть, если там ты посмотришь интервью с Золкиным, он где просто шнырю, бехмобил, грубо, куча, это же вот здесь вот. Это не там. Цига, оха, интюнс хамел деш, абсолютно цига. Я так грубо, да, дуашлет. Я так грубо, наоборот, максимально, хас хамел дин, чтобы мы в любое время открыты, ду. Он цахаттар, хум юши, туек хат, о, любая информация, о, политический исламизм, хую объяснить, да, душу он как бы полезны в чеченской среде, что можно с чеченцами, украинцам общего, полезного добиться, как можно даже тех же исламистов, если хотят использовать украинцев, можно подсказать, как это правильно сделать, то есть любая информация с нашей стороны, мы полностью открыты больше и донести, да, вообще хаскамел, динахтия, да, так, я не сказал бы, что здесь что-то... Это было А, здесь, в Демократической партии или Вене Гунядинок? Там было. Нет, это По-моему, было интервью, это было интервью такое через Вене это. Виде Вичи, там, да, это было? Нет, это было интервью, ну, туда, в YouTube залито, там, где мы через интернет с открытыми лицами общаемся с друг другом, там, задаем друг другу вопросы и пытаемся нащупать что-то там с украинской среды, вот если Золкиным, Карпенком, им там нужна полезная информация, вот то, что они спрашивали там вот этих упырей, которых посадили, почему чеченки замуж не выходят за русских. Вот такую информацию, вот мы открыты, видишь, мы можем посидеть, поговорить, я тебе объясню, пригласим еще людей, которые тебе объяснят, почему чеченки за русских не выходят, как украинки замуж, например. Что у нас в нашей культуре, почему бабушки, которым вы звоните там в Чечню, они не могут восстание сейчас делать. Еще информация мы же можем дать друг другу. И можем даже полезное нащупать, как полезно как бы, ну, бороться информационно, например, да, в одном русле. Ну, там изам это вообще другая тема. Я что хочу сказать? Вот там нормально посидели. Это вообще уровень какой-то. Я очень интервью я. И там нету абсолютно каких-то недипломатичных или антидипломатичных каких-то, вот как мы здесь в Телеграме общаемся, да, это же как бы в основном на нашу публику мы здесь. Ну там и кому интересно еще на русском языке, вот поэтому. Какого-то уровня, чтобы мы там дипломатию соблюдали, еще нету. То есть еще на такой уровень мы не выходили. Да, Это я поняла. одно, это одно, а второе, вот я часто параллель пытаюсь провести. Вот я смотрел украинских, например, политиков. Например, вот в частности, Гончаренко тот же, если взять.
который вот так тоже в эфире, туда прям в Конгресс его на экран выводят, и все ему там стоя аплодируют, приветствуют, они общаются. То есть это, ну, уже уровень, скажем так, да, политический. Чиновник, который должен очень хорошо соблюдать политкорректность. Вот я за ним наблюдаю, он себе позволяет сказать Путин, ну они нахай вот так его называют. Вот это он постоянно, только так он Путина называет. Он может Дон Бош, вот этот, его еще там грязное слово добавить, вот это, вот так назвать. То есть это вражеский стан, и они себе позволяют вот такие вот дела. А тут вот я видел такую критику, там нас дискредитировали всячески, пытались вот это наших партийцев отбить здесь полностью, вот эту деятельность остановить. Это непонятно, это критик сейчас русняма или группша, да? Вот группша, общается, да, русняма, пригодер тебя. Еще-то какие-то вот эти там нормы, да, нормативы, короче, вот это не говори, вот это не делай, вот это не то. Непонятно. Ну, ты делай тогда, давайте делайте, вы покажите, другие покажите чем-то, давайте вместе заниматься. Групп in политкорректность соблюдать, я ж как бы, ist уровень моя, то есть тут формируется мнение, общаются люди, а есть внешняя какая-то публика, где ты уже там чуть-чуть политкорректнее себя ведешь. Если у тебя, я не знаю, вот ты это сама у тебя, вот эта вот мысль, да, о политкорректности, о жесткости, она у тебя такая, ну, ты сама это делала, вывод, или это тебе Да, кто-то... конечно. Нет, Ибрahim, клянусь, я ни с кем не общаюсь. Я сама просто, я когда вас слушаю, вот эти вот тоже, вот эти видео, которые выкладываем, да, вы же выкладываете все время наши эти, не все, может быть, но я все их не слушала, последние особенно. Естественно, я сама. А кто еще мне что говорит? Не, Но просто тут была такая дискредитация, я сам Цундел. И это вполне нормально, если критика шадать нормально. То есть я сам просто такая в виде критики была, короче, попытка вот так вот атаковать партию, что частично там получилось, поэтому там некоторые что, отошли. что? Не, ну это такое там внутреннее какое-то дело было. Значит, та ситуация, Цундел, Барасом, Цуте, Цунав Цабахан Дин, как бы подкосить, да, ролл партийный, но ничего, как бы, такого, чтобы полностью там партию подкосить, дискредитировать, такого мы тоже не допустим, но, короче, вот такие, как бы, Ну, у меня в любом случае нет ну, вот ни с это, кем контактов, ни из бывших, ни из сейчас действующих, которые находятся здесь. Ни с кем никакого личного контакта. Я ни с кем не переписываюсь, чтобы знать эти ваши. Я просто, конечно, я заметила, Ибраим, когда произошли изменения в партии. Понимаешь, я же вижу это все. Так, и я знаю, что это не просто так, я знаю, что у вас что-то там произошло. Что за Хьюго Хэттерс? Ты мне сказал тоже, так, поверхностно ты мне ответил, я не стала, естественно, в подробности вдаваться. Но и сама себе, конечно, я додумала всяко. Понимаешь что? Вот, Кайгума, да, я ни с кем не в контакте, открыто это вам заявляю. Поэтому ну, солнце да, там, вот, объединяет, я считаю, что да, просто я знаю, что есть вот такая тема, дискредитационная, которая и сейчас гуляет. И, короче,
Я хотел бы вот свое интервью коротко, ну не коротко, а вот как оно есть, зачитать. Хажум ас элдачун. Вот высказывания властей Чечни могут влиять на радикализацию молодежи за рубежом. Артипаса интервью юба. Кроме того, недопустимо заигрывание с радикальным исламом со стороны чеченских старейшин в эмиграции, заявил проживающий в Австрии активист Чеченской демократической партии Ибраим Никарпу. Но я вторую часть, да, это мое. А вот это то, с чем я борюсь, понимаешь? Высказывания властей Чечни могут влиять на радикализацию молодежи за рубежом. Высказывания русской оккупационной администрации, вот это вот уже в моем как бы репертуаре, в моем стиле. А высказывания властей Чечни могут влиять на радикализацию молодежи, но это же нечестно. Какие власти могут быть в Чечне? Это не моя мысль, не мой посыл вообще, не мои слова. И это что? То есть русские это хорошие, они вот со стороны видят, как чеченская оппозиция, вот я якобы какой-то оппозист, я вот со стороны критикую чеченскую нашу власть какую-то, которая аллаховским каким-то чудным образом нам установилась сама собой, а русские со стороны за нас делали дуа и хлопали глазами сидели. Не смодаться, это не по-честному. Дальше интервью. В Бельгии неплохо сработали, что предотвратили этот теракт. Но в целом я считаю, что и Бельгии, и в других европейских странах борются с последствиями уже когда людей завербовали, и уже когда человек откровенно начинает подготовку теракта, начинаются какие-то действия. Но сам процесс превращения человека в террориста власти пока упускают, сказал я корреспонденту Кавказского узла. И во Франции, и в Великобритании, и в Бельгии действуют группы исламистов, которые называют себя политиками, но выступают за установление шариата, продолжил он. К сожалению, единая сила правительства ЧРИ четко не осуждает все эти политисламские потуги. Старейшины вместо того, чтобы четко осудить этот фактически посылают им сигнал. Мы, политические деятели, за нами можно спрятаться, в кавычках. Конечно, вот так вот они говорят. Конечно, это может повлиять на молодые умы, которые помогут воспринять это как одобрение. После падения Эмирата и ИГИЛа в чеченской эмиграционной среде начало происходить отрезвление, отметил аналитик. Однако затем появились активисты, которые сначала набрали популярность на теме «Кадыров плохой», а затем начали говорить о необходимости шариата, отметил Никарху. Только и Никарху отметил, что эти деятели – это замдиректора электросвязи Тузик Абдурахманов, семья федерального судьи Янгульбаевых и тому подобное. Он заявил, что подобные идеи разрушают чеченскую диаспору, и потому с ними надо бороться. Радикализируются на 95% на русском языке, на котором умеют читать в интернете. Может, 5% слушают чеченцев и дагестанских мул, сказал аналитик. Официальные власти Чечни также влияют на настроение в среде чеченских эмигрантов. Продолжил он. Раньше в Чечне ислам не выставлялся на показ. Свадьбы, похороны, другие важные события личной жизни проходили по исламским обрядам и все. Но со временем при внесении радикального ислама, суфийский ислам, традиционный для Чечни, тоже вступил в соревнования на тему, кто тут лучше мусульманин, указал я. Французский журналист, бывший заложник, автор. Это все, мое интервью кончилось, потом там дальше идут. Передо мной и за мной. То есть, тузика, шмузикши и шабат сега хахуш. Почему? Сами можете догадаться. С интервью хахан бушуниш.
И главные деятели, которые здесь в Европе присланы и распространяют идеологию шариата, политического ислама, которых поддерживают Шевченки, которых поддерживают всякие Сванидзе, которых поддерживают, Навальный, которых поддерживают, там, Ходорковский, Яшкины, Пашкины, потом вот этот, как его, там мелкий вот этот, такой, Шендерович, да, Шендерович поддерживает там, ну и Недавно многие. популярная политика его позвали. Полный рекламе Иркса. Да, да, и вот эта вот деятельность, она можете сами потом делать выводы, кто популяризирует этих людей, кто популяризирует. Соответственно, политический ислам в чеченской среде после падения исламского государства Эмирата Кавказ, кто не дает чеченцам образумиться, кто не дает чеченцам сплотиться вокруг чеченского национального интереса и так далее. Ищет юхар ситуация. إذا işte нормально سمحوا işte yok محتاج وقتوش işte يلو أثر بيحكي işte ne سياسون محول خزدات işte بيحكي сажал işte ду أثر işte يلا все-таки юхол сокет что там отдел поэтому по редакции там что есть запрос, да, чтобы там чеченцев представлять как этих власти Чечни там и так далее. Но хотя бы просто и момент, что оккупационный режим или банд режим или, короче, там террористическое, там банд русское, там банд правительства, элшу, и умнешь я что опасно тебя что это, хотя бы тогда вообще никак не пишите, то есть Асматабара тебя, власти Чечни. Власти Чечни, Яцтига, это полностью русская пехота. Там и нету власти Чечни. Если бы у нас была власть Чечни, мы бы сами, чеченцы, бы разобрались. Если бы какой-то чеченец, представляющий власть, начал бы там самодеятельничать, мы бы, чеченцы, давно бы разобрались. Мы бы его усмирили бы, его посадили бы на хвостик аккуратно. Там без разницы, это Кадыров, Мадыров. Мы 5 секунд разобрались бы между собой. Абсолютно никаких проблем нет. Вот так бы власти Чечни, тогда можно было бы называть там какую-то власть Чечни. А так, когда мы полностью оккупационный режим, 100-тысячная армия, там полностью вооруженная уже система, да, вот эта созданная, которую полностью там финансирует Русня, и называть это властью Чечни, которая полностью в точности выполняют все команды Русни из Кремля, там, и вот это самое, от ФСБ, из Фанкалы и так далее управляются. Даже там на месте кураторами, в виде Мартыниных сейчас, который там куда-то делся. Вот так вот управляется вот эта система. Это не есть власть Чечни, это же неправда. И что он дает по теме поддержать Дорош, это короче, вот куча а вот Мика файнал, истил Тесла у куча, бешку. İşte Saygar интервью, я чунг объяснить, нехас одним словом. Ажал юхолла işte. Хала цахич, наука цахич. Шу дикду, вай то дикду, işte вай чо дуат ду, дикю гаска режим цаеза ба ахшад только юхол işte. إلا بالله شو تجا власти Чечни язю цан ла вообще цанна эго işte. Yes, вот, короче, русский оккупационный режим из-за Майязии и власти Чечни Элла Бохша Майязии. Дик да сюда штанал халатану. Каху ардух. И что я тоже понимаю, что я там нафиг не упал им в следующий раз. Сидят интервью имела. Потому что я тоже четко уже сделал анализ того, что у них конкретно интерес именно, чтобы мы были
вот такими обезьянками. Selvom Master la posizione. La posizione. وخشوا تكشوك إيه خيوك حصنا سيرك بشاوشتم берлинский оперяха ясишь тряха. Да, чего, да? Только в подъезде. Который Обама оприходовал, как русские говорили. Давайте следующий спикер. Ибраим слишком уже много говорит. Есть тут кто-нибудь живой? Тесла, прокомментируй. Тут я уже прокомментировал это. Трамп, он наш или не наш? Трамп, он американский, да и Байден тоже не наш. То есть они все не наши, поэтому как-то наши там были бы, если бы у нас была бы там какая-то мощная диаспора, пару-тройку миллиона чеченцев, так вы кандидата хирургцах были бы. А так, он, конечно же, не наш, не он. Ни один из американских президентов никогда не был нашим. А вот как, на твой взгляд, Тесла, дочке Навального удается работать в предвыборной команде Камалы Харрис? Она падшая русская княгиня пробралась туда. То есть у раскошица, юка сейрач, бузбизам бук американцы. Все время их спасают, они какую-то загадочную русскую душу там ищут, считают их неким-то, не знаю, моральным, то есть культурным эталоном рассматривают там Лебединое озеро, Чайковский. Царь yok, культурная не ассимиляция, культурная агрессия тоже дает свои плоды. Вот и большой театр, дунья чуда хажется на эти хайоти. Там элита приходит ночью в пиджаках и бабочках в вечерних туалетах и Лебединое озеро. Этим они как-то культурно, духовно привязываются к русской культуре или хотя бы начинают ее уважать. Так уж потом они в Германии едут, Шванен, Бахер, Лебединое озеро, Цана, Чуту. Так Цигах тоже ходили. С десятилетиями своей культурной агрессии Россия заработала такой некий, все еще даже жесточайшая война, террористическая война против Украины не может это все в одночасье стереть. Дело они все еще, тем более они через этих хороших русских запустили лапы во всякие гранты, фонды американские, демократические. Там за всю русскоязычную аудиторию отвечать тоже. Как бы Чухойшин был и что еще. В общем, это все последствия их работы и нашей недоработки. То есть все их печенюшки – это недоработки наши. Мы тут заняты совсем другим. Не в смысле мы-то как раз правильные ребята, а вообще наш народ. Так что нет, Трамп не наш. Но насчет войны, кстати, если гипотетически рассматривать Кухаицлуда, уже что-то наклевывается, типа план Цахилатсон, то есть они врали там, что у них какой-то план есть, у них были только разговорчики, у республиканцев, я говорю, трамповской команды, были только, видимо, у них внутренние разговорчики, что типа там сосуд бездна, там, где стоим, Крым распущен, да, или есть украинщинца, какой-то гарантий лез, опять какой-то второй Будапештский меморандум, по крайней мере, выглядит это так.
Зеленский, ну, выяснять, да, что вы там. И одна хорошая новость вместе с этой плохой. Байдену терять нечего. То есть он собрался эти 6 или 7 миллиардов долларов, которые там постепенно ходил, что все равно им терять нечего, и ходил будешь, и, возможно, Трамп инфильтрует. Байден может разрешить удары по Росне. Дальнобойные удары. То есть, тунах первый бугасты. Потому что, как бы, отвечать, да, ищать Америку, потому что инц и хермовый, Трамп хермовый. Может, что там поменяется. И вот этот момент беспомощности можно использовать сейчас. То есть Байден скажет, так, сюда вы что доехать еще, короче. Я сейчас посмотрю в другую сторону, ехать лишь. То есть но не факт, что это случится, скорее всего. Нет, это я тут мечтаю. Но Зеленский, этот Трамп, в чем ваш этот? И он сказал еще, кстати, Зеленский, что территория ждал уж это не обсуждается. То есть, тогда ищать. Это действительно он не может это сделать. Украинцы ему это не дадут. Это он как Януковичем. Хуже Януковича станет мгновенно. Своих попытается это впихнуть в голову, а потом материализовать. يون مشهور Левитани, Санна. Azim effekt ist rasi мало доходацуш. Işte effekt hatolojili zdika oluştu bolacak. Hada yani li bazı biraz. هنزول خشوع Fatıs dikte müştara bir bakla. هنزول خزور получше слышно. Dikte fatıs zor является лаур соца хам физе важно удали. Выстрел. Вот Бешил Золкина, вот, если так на ситуацию посмотреть, даже вот я смотрел интервью Вени Видевичи, когда Золкин Вени Видевич брал его Золкина, ну, его, честно говоря, вот мне показалось, что и формат интервью, и то, как сам интервьюер брал интервью, ну, слишком какой-то, я не знаю, дерганный, слишком был этот формат, да, и ну, неудивительно то, что Золкин как-то отреагировал на это, скажем так, слишком недоброжелательно, да, потому что вот будь я на его месте, и вот если бы меня брали интервью таким способом, то я бы тоже, ну, удивился бы, по крайней мере, ну, и потом после этого у Карпенко еще вышло видео насчет вот всей этой ситуации с чеченцами, где он отдельно объясняет зачем все он это вот сделал, замутил, да, скажем так. И, по-моему, мне кажется, что он там все нормально объясняет, и, то есть, там понятно, почему и для чего все это было сделано, то есть, как мне показалось, там, с целью, там, чтобы привлечь внимание, да, к себе, чтобы найти там чеченцев адекватных. Вот. Ну, как-то так, короче, вот что я хотел сказать. Питер, а вот смотри теперь, вот на YouTube-канале ЧДП, вот это партийном YouTube-канале, вот где ты сейчас в группе ЧДП, только на YouTube, куда вот эти видео потом заливаются, вот эти вот наши эфиры. Вот там есть видео, где у нас видеоинтервью с Золкиным. Вот участники там Чеченской демократической партии, мы общаемся с ним.
И там абсолютно в этом видео, если ты посмотришь, нормальная культура, соблюдается полная культура общения, никто никого не дергает, как бы абсолютно совершенно в дружественной обстановке мы общаемся и пытаемся выстроить вот такие мосты, чтобы в дальнейшем информация делиться, и когда будут у украинцев возникать вопросы, почему чеченские бабушки не делают восстания в Чечне, почему чеченские девушки не выходят за русских замуж, в отличие от Я украинских. думаю, Вот такие, дай мне рассказать, дай мне рассказать. Вот если вот такие вопросы будут возникать, то как бы мы открыты для этого. Вот у нас совершенно такое дружественное, в такой благоприятной обстановке интервью, которое Золкин не выкладывает. А теперь сам сделай вывод, почему. ну, насчет этого, кстати, я не знал, посмотрю видео. Ну, если я не ошибаюсь, то, по-моему, Золкин даже и видео с Веней Вичи не укладывал на свой канал. Да и, не знаю, там, ну, я заходил, да. Сразу надо подправить, выкладывал на свой канал, он именно это интервью выводит. Укладывал, да, ну тогда не знаю, честно говоря, тогда, да, надо подумать реально. Кстати, А интервью было с вами после интервью с Веней Вичи или до? После с ними вышел там один парень, Вот который... человеческий фактор всегда надо учитывать. Обиделся парень. Вот и все. Нет, там обидеться, да, абсолютно умадаться. С ним аккуратно вышли на связь или переговоры предварительно. Тему вопросов ему передали, темы, о которых мы будем говорить уже, он был в курсе. И именно вот в таком вот этом самом русле, в таком ключе с ним общались, и нормально у нас вполне благоприятное такое отношение друг к другу. И 2-3 часа, то есть интервью, с которого он даже час не хотел с нами, ну, там у него менее часа, он говорил, что даже вредно, потому что у них там некогда, там интернет только в какое-то время дня включают, свет там и так далее. При всем при этом он сам затянулся, и до 3 часов мы сидели и общались. После чего он отказался выкладывать вот это видео, вполне нормально у себя на канале. там любое, что не в конве нужно им сошеться, нет, они держат какой-то курс. В этот курс не входит даже сообщить украинским или там, я не знаю, всем мировым зрителям, что Чеченская республика в данный момент находится 100-тысячная российская армия. Даже с базами многочисленными, даже информации олапцар, но ни разу они в украинских об этом не сообщили. Потому что это сразу же меняет повестку. Ты в голову уже не вложишь это, что там, чеченцы вместе с русскими напали, или там кадыровцы. Ждите уже, предвоч, все это в канву не входит. Точно так же не входит в канву говорить, что вот чеченцев бомбили, убили, оккупировали и заставляют сейчас в этом участвовать. То есть если кого-то других, кто добровольно входил в состав России, подписывал, пусть и от этой партийной номенклатуры, но они могли им не дать подписать, если бы захотели демонстрации, подписывали федеральный договор, то чеченцы не подписывали федеральный договор, не входили в добровольную Российскую Федерацию, были при помощи вооруженных сил, при помощи беспощадных бомбардировок, как сейчас Украина, при помощи террористических методов, убиты, загеноцидены, запуганы и затащены в эту русню. То есть, короче. То есть мы в этой очереди пропаганды украинцев, например, против этой, не знаю, против империи, на которых напала, мы там последние в очереди. То есть им надо будет по всей этой пройтись, по русским, потом по татарам, потом еще, не знаю, по бурятам, башкирам,
Вы, не знаю, еще там по всем пройтись, и только последний мы на очереди упомянуть нас. А получается наоборот. То есть на украинцев фактически напали русские и чеченцы. Это Ну, тут еще вообще... такое... Я их не виню, потому что это повестка, Кремль, пока мы тут в Европе об этом кричали, Кремль 20 лет эту повестку подготавливал. И вот сейчас преподнес. Как мне кажется, просто буряты, тувинцы там и к остальным провоцировать их и как-то к ним обращаться. Ну, я понимаю, я думаю, что в принципе понимать, что нет в этом смысла, потому что нет этого духа и нет этого желания независимости, как у чеченцев, да, которые присутствуют. Просто мне как кажется, пытаются как-то вот это вот разбудить, возвать там к чему-то, скажем, пристыдить, скажем так, да, вот таким вот провокационным способом. Лично мое мнение, не знаю. Глупо это. Вот представь, на тебя напала какая-то группа людей, состоящая из разных, не знаю, разных, скажем, людей, и там в этой группе есть человек, которого туда, не знаю, убив всю его семью и заставили вот так угрозой, например, оставшихся живых членов семьи, заставили быть участником этой банды, и ты как бы начинаешь, когда говоришь, вот эти ребята плохие, которые напали на меня, начинаешь прямо с этого пацана, то есть этого парня. То есть это же там аморально, в общем-то. Это аморально, дико, глупо. И звучит вообще как-то, ты с ума, что ли, сошел, короче? Зачем ты с него начинаешь? Он-то здесь вообще, короче, такая же жертва со стокгольмским синдромом. Алник Диас. Но дело в том, что вот этот вот персонаж, вот как раз-таки он и может, вспомнив те недавние вот негативные события, которые с ним произошли, такие как убийство в семье, может быть, вот к нему, к самому первому стоит обратиться, потому что, логично же ведь то, что он первый и начнет мстить, потому что, остальные, они, понятное дело, то, что отпетые эти убийцы. Жиста, ты так говоришь, как будто у того был выбор. У него выбора нету. В том числе и вот эта сторона говорит, что вы часть России. И 20 это понятное дело, то, что выбора нету, просто какие-то шаги как-то, последним его называть. Иметь совесть и последним его называть. И говорить обстоятельства. А не делать из него, прям таки... Кстати, когда говорят они кадыровцы или Кадыров, то они как бы признают, что в Российской Федерации, в регионе Чеченская Республика произошли свободное волеизъявление чеченцев, потому что раз они считают это властью, они же не считают легитимной властью, например, Саддама Хусейна не считали легитимной властью иракцев, например, или какого-то любого. То есть в отношении Кадырова ему дается такое легитимизация быть лидером чеченцев со стороны украинской пропаганды. Так как подспудно так, говоря это. Она говорит, российский чиновник, там, губернатор российского региона, еще оккупационного, пророссийской, да, даже пророссийской марионетки не говорят. Хотя же это можно сказать? Какие проблемы? Боятся, что ли? То есть они реально как бы национальность называют. И это, естественно, в голове подсознательно это откладывается. Там вообще не надо было упоминать чеченцев. Вообще. Понимаешь, что на твоей совести также ты был участником впихивания этого народа обратно в Русню. Это полностью демотивировало бы, чтобы люди вообще шли с русскими отрядами в Украину. То есть даже если их сажали бы, их как-то над ними бы проявляли бы какие-то жесткие меры, все равно люди бы выбирали бы это, чтобы не идти в Украину. Но в такой ситуации вот кто эту идею подкинул, что якобы если сейчас там русских с чеченцами противопоставить, сейчас они начнут друг с другом драться, это все полная ложь и полная чушь. Никто там не имеет абсолютно никакой возможности ни с кем не драться, не пикнуть, и абсолютно какое-то инакомыслие проявлять.
единственное, что вот Так, это а вот недавно ситуация... Росгвардии, Смотри, на Росгвардии же было единственное, нападение недавно. смотри, единственное, что вот это вот этим делом создадут, вот эти украинцы, которые приняли вот этот пас от русских, единственное то, что они сделают, они создадут еще большую вот такую какую-то ненависть, не то, что еще большую, а ненависть создадут между украинцами и чеченцами и мотивируют, наоборот, тем самым чеченцев идти в русских рядах против вот этих украинцев, которые почему-то посягают там на их там достоинство, на их, короче, я не знаю, там честь и так далее. Это лишний раз просто мотивация. И сегодня ни мы здесь, никто не можем никаким образом никого не призвать, ничего сделать, чтобы они как бы, что украинцы там, это нормальные наши потенциальные союзники, то есть абсолютно чеченцы, хоть идите в тюрьму куда угодно, только не идите там с русскими отрядами куда, даже если вы попадете куда-то на такую территорию, на линию фронта, то сдавайтесь. Мы не можем сказать соотечественникам, чтобы они сдались украинцам, и тем самым как бы не убивали украинцев и сами оставались живыми, и в дальнейшем они были бы как бы, ну, Там хуже ситуация, Ибраим. Там вот украинцы так разогнали эту чеченскую карту, что если кто-то там из чеченцев им попадает в плен, они как его рассматривают как живой товар, который как можно больше украинцев из плена можно вытащить при помощи него. То есть там вообще как бы глухая засада. Они сами сделали так, что чеченцы не могут сдаться в плен, там как-то не воюя против украинцев, остаться в Украине. Да, никаких гарантий абсолютно там нету, что наоборот гарантированно их наоборот отдадут русне. И еще зачморят перед камерой. То есть они создали наоборот среду. Когда как русским они создают среду, там переходите, там батальон РДК, МДК. То есть русским, которые на них напали, они создали это, а чеченцам, которые насильно в русню при помощи геноцида всунуты, они как бы рассматриваются живой товар для обмена, ценный живой товар для обмена пленных. То есть и там засада, и тут засада. Вот эта вот ремарка насчет ценного товара для обмена, для обмена пленными, мне кажется, тут скорее ситуация в том, что Алаудинов и вот эта вот вся компания сделала так, что чеченцы ценятся выше, их обменивают намного раньше, чем русских. Это ж, так это происходит по факту. Сам подумай, русским зачем-то нужно показывать Алаудинова, который что-то там говорит. Зачем украинцам нужно показывать Алаудинова, если они прекрасно знают, что Алаудинов не командует ни ракетными войсками, ни артиллерией, он вообще ничем не командует там. То есть там командуют русские генералы с именами, фамилиями, с биографией, там, и всеми ими управляет начальник русского штаба, как его там зовут, Герасимов. То есть там не Алаудинов, там просто... Вот русским зачем его показывать, я понимаю. То есть они хотят весь мир убедить, что вместе с ними участниками преступления являются чеченцы. То есть они преследуют какие-то свои цели, кого-то запугать, там, использовать этого Алаудинова. Но вот их пропаганду, если враг кого-то показывает, то как он же враг, он его показывает неспроста. То есть он пропагандирует. Логично было бы. Да, логично не идти в его, не подпевать его пропаганды, а наоборот не замечать его и, например, Герасимова все время показывать. То есть как бы твое контрдействие должно быть против их пропаганды. А украинцы как будто вот как все вот это украинское блогерское, вот это вся медиа, пространство, как будто решили помочь русским. Вот мало русских чеченцев рекламируют, как убийц, там, напавших на Украину, аж Папа Римский даже свои 5 копеек ставил, то украинцы тоже решили помочь русским поддержать, очернить чеченцев как неких
сообщников русских. То есть я этого не понимаю просто. Наоборот, надо постоянно, чтобы назло русским, вешать на них все это. Русские, русские, русские. Показывать морду этого, пропитую морду Герасимова. Показывать там их авиационного генерала. Все время показывать. И на английском, и на весь мир их морды показывать. А Лаудинов это никто вообще не замечает. Говорит, это там какой-то русский этот, чиновник там местный из Халуй. Да, не имеет значения, кто он там. Они там загеноциданы, там 100 тысяч. То есть тогда бы украинская пропаганда работала в этом сегменте против русских. Но получается не так. Получается все наоборот. Мне тут кажется, то, что тут еще украинцы хотят повторения пригожинского сценария, чтобы в этот раз только уже доехали до Москвы, а кто, кроме как не кадыровцы, ну, потому что они этические щенцы, которые пережили давно войну, вот это такие люди, вот... Здесь такое. Мы что-то договорились, что и вот это их пропаганда украинская также поддерживает, что кадыровцы это тиктокеры, которые ничего не решают, у них нету никаких этих установок ГРАД, у них нету авиации, у них ничего, это просто люди с автоматами, где-то там в тылу, в Луганске, в Мариуполе. То есть как они могут пригожинскую революцию сделать? Это же, я не знаю, wishful thinking это. Они по статусу не способны это делать. У них нет тяжелого вооружения. Это коллаборантские полицейские каратели просто. Набранные из туземцев местных там. Зачастую у них просто выхода не было, чтобы защитить себя, свои семьи от русского геноцида. Многие устали ими в свое время. То есть там нету потенциала, пригожинского потенциала. Просто нету, от слова совсем. Ну, пригожинского нету потенциала, но хоть какой-то был, поэтому я думаю, вот в связи с этим, наверное, тоже вот эта ситуация тоже свою роль сыграла в том, что вот создать эту провокацию. Ну, как бы то ни было, тема уже прошла, я понял ваше мнение. Спасибо. Русские успешно обманули весь мир, а также украинскую власть, украинские спецслужбы и пропаганду, внушив мысль о каком-то самостоятельном Кадырове и чеченцев, которые там что-то сами все делают и только консультируются с Путиным, и то иногда и пугает его. То есть они эту мысль внушили, значит. Успешно операция прошла у Кремля. Я на все 100% уверен, что вот эти вот русские пропагандисты, да, которые еще с давних пор где-то в Украине засели, я просто на 100% уверен, что они вошли в глубокое подполье, ушли в глубокое подполье в плане того, что они будут сейчас и стоять, и кричать там, и слава Украине, героям, слава, и там русские, там террористы, москали, ублюдки, там будем убивать. Никогда мы, не будем вместе с русскими, там, едиными славянами, там, 5-е, 10-е. Но при всем при этом, чтобы не терять время даром, да, вот находясь там на территории Украины, и они могут, это не я им подсказываю, а это я просто констатирую факты, вот, чем они занимаются. Они, пользуясь случаем, чтобы не сидеть зря, чтобы порожняком там не тратить зря время, они аккуратно прогоняют там античеченскую вот эту вот свою пропаганду, да. Якобы они и герои Украины, но в то же время они ненавистных русскими чеченцев там полностью, по полной программе пытаются сделать вот такой, демонизировать, скажем так, да, перед всем миром и перед украинцами и так далее. Вот это вот 100% я уверен. Вообще, сам посыл русских с самого начала, с 2014 года, как они начали террористическую операцию против Украины, начиная Крым, Донецк, Луганск, их цель была первым делом запачкать, демонизировать, вот превратить в страшилку чеченцев.
Вообще какой-то батальон, Восток, там какая-то вот эта вот муть. То есть вот именно с вот этих вот позиций, я еще ж помню здесь в 2014 году, когда мы в Вене с украинцами делали митинг, они изначально чухались нас. Вы чеченцы, а почему вы против нас воюете там? То есть там уже удалось изначально создать с помощью этой пропаганды вот это вот, ну, такую ненависть, да, уже посеять. А сегодня это уже в полный рост, этот паспорт оттуда подается, отсюда принимают и в обратку, якобы они там хотят с русскими, с лбами столкнуть чеченцев, а по факту там русские вообще хорошие ребята, а чеченцы, оказываются, которых всем миром вот так вот взяли дружно вот так вот руками притянули и ногой вот так вот под русский сапог туда затолкнули. А ну-ка сидите там, вы внутреннее дело Российской Федерации. Взяли вот так туда засунули, и украинцы в том числе, и все. Нас вот, а теперь говорят, почему вы там восстание не делаете? Зачем, чтобы вы нас потом опять русским передавали? Я имею в виду вообще, зачем восстание делать чеченцам, которые там находятся? Зачем? Какой смысл? Какой у них интерес вообще? И какая у них там вообще, как будто бы они там с возможностью делать восстание сидят и загорают, не делают восстание, вот им сейчас хотят подкинуть идею восстания сделать. Это просто не только от русских идет вот эта пропаганда, к сожалению. Это из чеченской среды. И вот эти деятели политисламские, они это подхватили, и вот эту тему параллельно с русскими там, и с подрусскими вот этими украинцами мутными полностью развивают. Я это четко знаю. Изначально вот эта тема, короче, создания каких-то секторов, какого-то восстания, противостояния, это все из вот этой вот русской одной и той же оперы. Marshall Dušek masā gribējām Beethovenu darīt. Дикхер то садук льёху чабистал. И хастава обсуждать периом и ногчечва касто рожечина и цилер эскер вытянутый бош. И камял мадиниса ломаю бош, а дайте рук. После этого через неделю уже Ходорковский лайчу приглашает в Яшука, это у вас тас. Уж бухсан бешперш. Барковшун. Мы уже неоднократно тут говорили, там нету потенциала восстания по той причине, что это будет не восстание, а бойня. То есть русские просто забомбят чеченских женщин, детей вместе там, с восставшими. И вот что это будет бойня, на этой земле лучше всего должны понимать сейчас украинцы, которые у всего западного мира днем и ночью просят ПВО от российской авиации, от российских ракет, от российских бомб. То есть вот это, понимая, что без этой помощи, без этого ПВО их забомбят, представь, огромную территорию Украины с 35-миллионным народом, русские забомбят. Теперь представьте чеченцев, миллионные, с небольшой там территории, размером с Киевскую область или Харьковскую, то есть и которая никакое ПВО ни от какого мирового сообщества цивилизованного не получала и не собирается получать. Что они должны делать? Какое еще восстание? Там просто всех, вы знаете, что русские отлично и прекрасно убивают женщин, детей, младенцев. Им абсолютно наплевать даже на свои жизни, не то, что там на чужие жизни мирных жителей. То есть вы же это сами, украинцы, почувствовали на своей шкуре, что русским абсолютно наплевать. Это террористическая нация шовинистов-имперцев. То есть они просто там поубивают людей. Никакого потенциала восстания нету там. Да, даже не надо никого отвлекать даже. То есть там уже находится 100-тысячная группировка, которая сейчас была бы в Украине, если бы не чеченцы. То есть им даже никого оттуда отвлекать даже не надо. Это в военном смысле абсолютно бесполезная затея. Абсолютно. Гораздо более полезная затея была бы нанести русским
информационный удар на мировом поприще, то есть разоблачать их преступления в Чечне, там про геноцид рассказать, провести через Раду закон о геноциде, то есть как по еврейским холокостам бить по морде их вот этим чеченским холокостом, они устраивали в течение 200 лет. То есть можно было их вот этим, все эти преступления раскрывать, кричать об этом. Это доносило бы русским, пусть не военный, но и большущий информационный вред. Вместо этого абсолютно противоположное. И перестать вот этих исламистов, которых там в Украине используют, перестать им давать какие-то советы, называться ичкерийцами, представлять чеченскую тоже какую-то сторону. Это тоже пагубно. Я просто один лайфхак хотел дать. Тесла и все остальные. Как украинцы, официально Украина, вот украинские блогеры, в частности, вот эти Золкины там и так далее, они спрашивают, как нам называть чеченцев, которые в русских вот этих отрядах идут воевать против Украины. Вот эти вот русские пехотинцы, которых всем миром засунули под русню, сказав, что мы внутреннее дело Русской Федерации. И сейчас, когда их, в отличие от всех других подрусских вот этих регионов, республик, которые добровольно вошли в русню, которых насильно любой там, если кто-то не так куда-то посмотрел, не в ту сторону чихнул, которых вообще без каких-либо церемоний закидывают сейчас в Украину вот этих вот людей. И абсолютно я их при всем при этом не оправдываю их выполнение преступных приказов. Как бы там ни было, люди, которые идут выполнять преступные приказы, они являются преступниками. Но при всем при этом вот украинцы спрашивают, как их нам называть. Чеченцы, кадыровцы или как? Вот я хотел бы, чтобы все вот здесь присутствующие как бы взяли вот этот лайфхак на заметку и везде именно вот эту вот информацию вот так попытались бы преподнести украинцам. Вот у меня вопрос. Как украинцы, официально Украина, как они называют аксеновцев и пушилинцев, которые с территории Крыма, с территории Луганска, Донецка, там, Запорожья, оттуда в русских отрядах, вот эти вот украинцы, которые идут воевать против Украины, как их называют украинцы, вы знаете? Их украинцы называют украинцы, или украинцами называют, или аксеновцами и пушилиновцами, вы знаете это? Кто-нибудь есть, кто знает, как их называют? Бобики из ДНР, ЛНР. Муга? Лука. Сколько помню, там мобики из ДНР и ЛНР называют обычно. Коллаборантами их называют. Я не понял, не услышал, как ты их назвал. Мобилизованные из ДНР и ЛНР. Я просто хочу вот лайфхак всем нам вот здесь слушающим, кто в Ютубе услышит, передать вот этот посыл, передавайте везде это. Пускай всякие украинские блогеры и так далее, вот этих вот оккупированных чеченцев, которых туда ведут, которых всем миром под русню туда затолкнули, вот пускай их называют точно так же, как называют пушилинцев, аксеновцев, вот этих вот людей, украинцев, которые с Крыма и с вот этих ныне аннексированных, оккупированных Россией территорий, оттуда с русскими солдатами идут воевать против своих же украинцев. Вот как их называете, чтобы вот так вот называли, точно таким же именем. Факту их еще русскими называют, если так. Ну вот, хорошо, тогда так и надо, так и надо. Я надеюсь, украинцами их не называют. Если их украинцами называют, то, пожалуйста, вот этих вот подрусских оккупированных чеченцев тоже надо тогда. Чеченцами неплохо будет называть. Если вот этих называют украинцами. Их русскими Ибраим, называют. а почему их должны называть чеченцами? Они российская армия. Ну, Вот я не понимаю, почему их обязательно надо
Они должны называть их российской армией. На них погоны российской армии. Ну, Мика, Какая разница, какой они национальности? я поэтому специально лайфхак для украинцев, или якобы украинцев, или которые косят под украинцев. Кто спрашивает, как называть вот этих вот чеченцев оккупированных, которых ведут русские в своих отрядах воевать против Украины, называть их точно так же, как украинцы, официально вот Украина, которая за свою свободу, независимость борется. Вот как они называют аксеновцев, пушилинцев и так далее, вот эти вот ныне аннексированные, оккупированные ручной территории, оттуда, которые идут против них украинцы, вот как их называют, вот точно так же можно называть их. Ибраим, этот Аксенов, это бывший министр МВД, армянин, по-моему, по национальности, по гражданству. Нет. Не, Лацари. Хорошо, отцовлю. Он бывший бандит, шестерка был в одной из ОПГ, да, он армянин, Мауи. Авакова говорит. Это его друг был армянином, который там вот это вот рядом с ним лазил, там ботинками раньше торговал. Его друг. У которого хотели противовес как бы Кадырову выставляли, типа, тоже через российские эти радио, русское радио под украинским соусом. Ты говоришь про Авакяна или Авакова? Да, Аваков, да. Не Аваков, это министр внутренних дел был при Порошенко. Да, я перепутал. Да, все, понял. Извиняюсь. Бывший министр внутренних дел, совместно глава ОПГ, армянской ОПГ по Украине было. Клички Аксенове, Гоблина, значит, авторитет Лужин Ханус, Ласка, Бахля, Крыми. У меня еще одна идея такая возникла, Ибраим. Вот у вас Тесла очень хорошая аналитика. Я вот, да, когда вот смотришь этих ютуберов, да, вот этих вот украинских, они просто... Я понимаю, что это просто большой труд. И для этого нужно время, например, которого у меня нету. Еще гломдю освободиться, еще ходишь, но меня не хватит на это, на все, во всяком случае. Может быть, кто-то согласится это делать. Они практически мониторят все новости, которые выходят Российской Федерации, да, новости. И они на каждое какое-то утверждение делают свою какую-то аналитику и свои какие-то доводы приводят, что это так или не так, что это было вот так или эдак. И они практически, их там так много в Ютубе этих, они работают, наверное, кто-то оплачивается государством, кто-то сам это делает, имеет уже там кучу подписчиков и имеет на это, зарабатывает сам в этом YouTube, да, деньги. И на каждое их какое-то вот выражение против чеченцев готовить материал и выкладывать его в YouTube. Царь ищ тоже умный, старика. Они таким образом опровергают все вот эти вот все утверждения вот российских СМИ, где ложь, где не ложь. Но Бадагальч это большая работа.
Вот хотя бы что касается Чечни, вот когда они говорят, иштсан противовес выкладывать, что так можно тоже против них действовать. И когда-нибудь этот канал раскрутится, не сразу, но через какое-то время у него появятся свои подписчики, его будут смотреть, не все сразу не бывает. Это канал ХЛС, который будет проводить свою какую-то аналитику именно по чеченскому вопросу. Где бы что бы ни случилось, эту тему обсуждать, и вот так вот, чтобы это, анализировать, почему и как, и где здесь ложь, где здесь правда. Дикхадар Кыштахальч. И не обязательно там человек должен сидеть и выступать. Можно подготовить какой-то формат, в таком формате, что вот это, даже сейчас вот этот искусственный интеллект, он читает это за тебя. Материал подготовил, и пусть он читает и выложил это вот так вот в интернет. И в каком-нибудь. Правда, наверное, там... Я понятия не имею, что там даже нужно, но было бы хорошо. Ну, тут наши соратники тоже опубликовали. Дючел идею, дикю это. Короче, вот надо это запустить. Рано или поздно запустить видео в таком видеоформате, да, Да, это самый вот, оптимальный по вариант для разоблачению. того, чтобы этих вот Нохчин или Золкин, не надо даже с ним на связь выходить. Просто его вставлять его эти цитаты и на эти цитаты бомбардировать свою логику там про там. Да, там Свое много мнение. есть Вот вот так этого, вот, да. их вот этого пропаганды, да, их вот этих гадостей, помой, которые они в нас льют там, и от Ходорковского, и от Яшкина, и от вот этого Муратова, да, который, Нобелевская, который полностью уничтожил вот это вот, я не знаю, все достоинство какое-то вот этой Нобелевской премии. И действительно превратил ее в Нобелевскую премию. И вот эти все остальные, их действительно нужно, и Ларионов там и так далее, их вот это вот образ, который они создают, якобы там Путиным управляют чеченцы, которые себе выбрали Кадырова, и которые терроризируют и геноцидят и насилуют, оказывается, русский народ. Вот наши эти... Соцсети он, что Илларионов такое сказал. Я, правда, давно уже не слушаю этих украинцев. Я вам говорил, я в них очень сильно разочарована. Но Илларионов, я его всегда считала более так вот достойным человеком. И це я помню, надо мне прослушать это его интервью. Не знаю я. Тамщин, что он вот так вот мог такое сказать. И не то, чтобы я тебе не верю, а просто что там случилось с ним, я не знаю. Может быть, его контузило? Их всех там как-то контузило, непонятно чем. И вот наши соратники тоже опубликовали. Апти Алаудинов – это, внимание, русский карманный генерал, которого русские вынимают из своего кармана, когда их очередное пропагандистское что-то через его околочеченский род надо озвучить на камеру, а как только тот исправно выполняет русский приказ, то русские его обратно засовывают в свой узкий карман, где уже теснятся такие же пехотинцы, как и сам Алаудинов. И вот этот персонаж, он какие-то заявления делал, да, вот недавно, что он якобы чеченцы, видите ли. То есть это тоже, заметьте, вот как Митя говорит, вот эти видео, которые, вот это тоже хотя бы в аудиоформате мы, да, вот такое здесь небольшое расчехление проведем. Заметьте,
вот этот Вот, деятель, вот этот деятель, он вдруг русские его делают. Это вот это как раз игра, о которой мы говорим. Пас туда, пас сюда, вот это русско-украинская. Игра в плохого чеченца. Вот этот вот деятель, его сажают русские в телевизор, то есть это говорящая голова русских на данный момент, который вдруг сейчас круто попал на ТВ. До него все вот эти радикально-религиозные, там, я не знаю, идеологические отряды возглавляли другие деятели. В частности, такие как Шевченко, как Проханов, как Леонтьев. То есть они отвечали за вот эти вот восточные, скажем так, идеологические какие-то воинственные там лозунги. То есть они до этого, когда было все мирно, там nice было, все нормально было, на этот период они были говорящими головами в русском телевизоре. Теперь они куда-то испарились в неизвестном направлении, и вместо них туда поместили голову, говорящую голову Алаудинова, которого держали там в своем каком-то селе родовом, там под стражей. И вот в начале вот этой русско-украинской войны, которую боятся называть своими именами по сей день, вот с начала этой войны эту голову поместили в русский телевизор, и она оттуда постоянно говорит русские вот эти вот лозунги, которые надо озвучивать чеченской головой. Ну, чеченская относительно, да, потому что эта голова, понятно, там она по происхождению может быть и чеченская, она может быть и язык у нее чеченский и так далее. Но вот эта голова, которая там родилась, выросла в России где-то, и которая 20 близких человек вот этой вот головы полегли за, цитирую его же слова, которые полегли за Российскую Федерацию, защищая Российскую Федерацию, интересы Российской Федерации. И вот эта говорящая голова, вдруг недавно ее сажают опять в телевизор, помещают туда, и она говорит, совершенно высказывает противоречивые вот эти вот какие-то комментарии. То есть эта голова говорит из этого телевизора, что якобы в первую там русско-чеченскую войну чеченцы не были виноваты, это русские как бы, ну, из-за русских вот это все произошло, якобы вот что-то такое. То есть человек, который доселе, тоже можете в любом вот этом YouTube, я не знаю, интернет-пространстве посмотреть, как он сам это озвучивает. Человек, который всех пытается проинформировать и уверяет, что 20 человек из его близких родственников, 20 мужчин, погибли, защищая Русскую Федерацию. То есть, а здесь его посадили, эту же голову, которая говорит, что Русская Федерация была не права. То есть вы понимаете, да? 20 человек и сам вот эта говорящая голова, и еще выжившие его близкие говорящие головы вот такие, они все это время воевали против чеченцев, геноцидили их вместе с русскими, и 20 человек пожертвовали, будучи на русской стороне, и теперь эта голова заявляет, что русские были виновны. То есть вы видите, насколько противоречивое это заявление. И потом дальше, исходя из этого, надо делать анализ, почему эту голову ассоциируют теперь с чеченцами, и почему эта голова вдруг стала защищать чеченцев, которая воевала на стороне русских, и пожертвовала еще 20 головами вот такими, как это. Это просто очень важно, да, делать вот такой анализ и как бы анализировать, почему сейчас на данном этапе этой голове говорить вот так вот, высказывать вот такие вот комментарии в телевизоре. И кому это выгодно, зачем это делается, почему чеченский народ пытаются сделать каким-то
я не знаю, каким-то обществом, которое какое-то якобы монолитное, и якобы у них есть какое-то руководство, какая-то власть некая, которая их возглавляет, и за их интересы еще с русскими там впрягается, оказывается. Вот это русские были виноваты, а не чеченцы. 20 человек погибли на стороне русских, воюя против этих чеченцев. А тут эта голова заявляет, что русские виноваты. Вот это важно, очень важно, вот эти моменты. Сейчас эта же голова там тоже садится, опять делает противоречивые заявления о 12 тысячах северокорейских маджахедов. Якобы они не хотят воевать с этими людьми, они, видите ли, атеисты и безбожники. А будановцы, которые там уничтожали, насиловали, убивали всю свою историю чеченцев, с ними, значит, можно в одном войске Исы, алейхиссалям, воевать, возглавлять. И теперь этот человек возглавляет это войско, и вот они там воюют. А тут вот северокорейские, оказывается, маджахеты, они оказались какими-то, скажем так, ну, этими атеистами, безбожниками. Тоже за этим что-то следует, за этими высказываниями, за вот этими... Это опять-таки же лозунг какой-то радикально религиозный. Якобы вот чеченцы, они долбанутые, они вот на таких вот... Не из-за того, что там это какая-то сторона, которая представляет из себя там каких-то этих... ну, убийц, да, там, из диктаторского вот такого тоталитарного режима пришла, не из-за этого нам с ними вообще не по пути, это что такое, а из-за того, что они вот атеисты, вы понимаете, или безбожники. И вот эти люди там, которые за маломальское, как цитирую, да, какое-то там ассоциацию с вот этими радикалами туда-сюда, которые подкидывали патроны, подкидывали наркотик, что угодно, и там притаскивали в отдел чеченцев, теряли без вести, этот человек сейчас возглавляет религиозное войско Иисуса, алейхиссалям. И с ним на пару точно такие же отбитые, долбанутые, какие-то бардачи безусые, точно такие же вот шастают здесь по Европе, примерно с такими же лозунгами, какими-то, это самое, атеистическими, антибезбожными. И вот делайте анализ, если есть чем, вот можно делать анализ. С 17 ноября в Берлине Яшкины митинг собираются провести. Кто в курсе? Где-то Я не в видела. курсе. Я не в курсе, Маша Олшимосум. Я не в курсе, но мне это очень интересно. С какой целью он будет проводить этот митинг? Хочет сказать то, что... Хочет подтвердить слова Путина, то, что они белые и пушистые, бля. Не знаю, наверное, они будут там рассказывать общественности, как вот этот вот Кадыров дрючит их, как этот Кадыров геноцидит, насилует русских, как они Путина тоже заставляют воевать в Украине. Вот что-то из этой оперы там будет обязательно. На что-то другое лично я вообще не надеюсь. Чтобы там эти люди создали какое-то вооруженное движение в Курске, там, я не знаю, Украине, где угодно, и уже начали освобождать по-мужски свою родину, свою землю, начинали собираться в какие-то эти, я не знаю, там, военное движение и так далее. И не сидели
и перестали сидеть, прячась там за погибающими там на линии фронта украинцами, куда-то в тыл засели там, за пазуху в европейскую. Вместо того, чтобы там сидеть, надо чуть-чуть уже, наверное, батальоны создавать. Русские, освободительные. Националистические, да, вот, которые сейчас появляются, нет, иногда. Дружные общины. Недавно митинги Нерцарь, если ты видел. Да. Так, Нина, у нас микрофон включен. Какой-то шум идет, но ничего больше не слышно. Если есть желание высказаться, пожалуйста. А что там насчет этого, Ира, то, что ты сейчас сказал? Сейчас недавно националисты, то ли в Рязани, то ли в Перми где-то русские националисты, именно получается, общину. Они сейчас любят же это все завуалировать, и как-то. И Русская национальные, община. да, как под русские общины бывают, вот такие вот, мы русские, боже, русские вперед, боже, да. И сам недавно митинг РЦ. Я просто их националистические сайты мониторю, нет, сайты администрации, каналы. Да, они каждый год практически, там любая русская нацорганизация проводит их. Русские марши, русские общины, Северный человек. Ну, это еще Ишгенеон квадрат. Кейца тоже национальной группировки, вооруженные Буданови Сурту, ни женщин, ни детей, ни стариков. Лоузунгюч. Типа никого не жалеть, ни женщин, ни детей, ни стариков. Русичи мяться и чеки. Согласен, по-моему, мяться русичи. Ну, русичи мяться, объединение мяться, ну, просто именно говорю, я Буданови Сурту и Мгасу. Ищем цебуса, но в любом случае Буданови сан участен харюцер. Да, ну. Новости, что? Кавказ Реалии, Кавказский узел, Радио Свобода, Клуерсик. Все эти, короче, вот эти... Дождь, например. Да, вот эти они все Это пишут, что сотрудник электросвязи назначен иноагентом. Ему удобнится. Ну, популярность поднять его. Ну, надо же его как-то здесь в Европе узаконить, утвердить. Вот и занимается. Один раз ему кровную месть провозгласили, один раз к нему с молотком подослали одного дебила, который за это поплатил. Ну, с молотком его не присылали, молотком он там на месте по башке получил, а потом на себя его взял. Потому что в противном случае ему ни бабки, ничего не было. То есть вот такое вот дело. Надо человека утвердить. Не, иноагент, автоматически гражданин России, Саголь. Он же не может же гражданин независимой Ичкерии быть иноагентом России? Или может? А как он станет гражданином Ичкерии, когда он является гражданином Российской Федерации, который в военное время, там, во время АТО, антитеррористической операции, возглавлял один из самых важных объектов противника и являлся там, ну, заместителем, замдиректором электросвязи. То есть организации, которая полностью отвечает за связь, которая там, соответственно, прослушивает все, которая и пропагандистской работой по ходу занимается, и то есть вот этот институт, человек, который работал во время войны во вражеском стане, как он может быть ичкерийцем или, я не знаю, еще кем. Кстати, командир Русича Уй, цадак цуоксаны. Виан башманы. Мелика вари, милвари.
Мельчаков. Дагестан, что ли? Не, Мильчиков, да, Мильчиков, Цагас, Тензер, Бюх, нацист, Мельников. живодер. Мильчиков, низ поправить Нирсу. Он А жив. вот тоже. Русич говорят, что он жив, но никаких доказательств не приводят. А украинская сторона и другие все российские Z-блогеры, до них доходит информация, что его убили. Вот тоже новость. Это ЧП Грозно. Президент всея Руси Владимир Путин встретился с министром внутренних дел ОЧР, генерал-майором полиции Асланом Ирисхановым. Вы представляете? Шунгинах цана, АБЦЛуш, Аслан Ирисханову. Я вообще представляю, что он там вообще, на каком они калекали там. По предварительной информации, верховный главнокомандующий страны принял главу регионального ведомства сегодня в Москве. Президент поинтересовался результатами служебной деятельности правоохранительных органов и ситуации в регионе. На встрече, которая длилась более получаса, Ирасханов доложил об итогах работы МВД ПЧР за 2024 год, участие региональных сотрудников полиции в СВО, достигнутых успехах и задачах, которые ведомству предстоит решить. Владимир Путин пожелал удачи и успехов чеченским правоохранителям, понимаете ли? Понимаете, вот чеченские правоохранители, которые два слова связать не может человек. Если у вас есть ролик, пожалуйста, у кого есть, скиньте в ленту, где он там что-то сморозил, не смог выговорить на русском что-то, два слова связать вот этот вот человек. Патриот. Не, Ирасанов есть такой, министр дел внутренних дел. родственник выйдет. Он приезжает в Москву и полностью общается с Путиным насчет СВО, то есть еще одна голова, да, чеченская, видите ли. Вот еще сейчас Золкиным и этим Ёлкиным, пожалуйста, еще один пас, давайте сейчас подхватите, еще один какой-то упырь, да, который два слова связать не может, который там стукачок, да, больше, чем как стукачком, вообще никакой деятельности, ничего из себя не представляет. Вот люди, которые стучали там во время войны, и все, на большее не способны. Вот этот, видите ли, приехал с Путиным и отчитался о нем, с ним, короче, об какой-то СВО операции, которая проводит. И Путин пожелал им успеха. Вот вы, чеченцы, мол, там ведете свою войну с украинцами, понимаете ли. Вот я вам успехов пожелаю. Мы тоже скоро, как и вы, вас догоним. Подтянемся к вам, якобы, да? Вот такой вот пас очередной. Это очень Принимаете, удивительно. Да, чтобы региональный министр встречался с президентом. Я таких случаев ничего не помню. Мне просто интересно, они там на каком общались, потому что вот эти два слова он сказать не может там на русском и на чеченском, я не думаю, он вообще говорящий или как-то. Просто Переводчик это работает, я переводчик был, наверное. там нужно, там нужен, там скорее нужен переводчик телепатический, который как-то принимает мысли, потом уже Путину их там озвучивает. Как с главой республики первый раз общался, наверное, так и пообщался с ним. Дистал, я оккупировать наш микрофон. Просто пауш сахалет. Ами да уголовый. Бацах вьется, оккупировать.
Вот по теме Трампа все-таки Тесла не до конца ответил. Если, Арвелоны. да, если война в Украине, вот главный пехотинец Путина, просто цитирую их слова, абсолютно мне по барабану, вот этот главный пехотинец Путина сидел, ну, можно это и здесь в эфире показать, в принципе, это видео, и объявляет там, общается с вот этими своими присмыкающимися там вот этими вокруг него деятелями, им сидит и объясняет, что вообще даже не просто там там говорить о Украине, джихаде, который ведется в Украине, там не просто о нем его как-то опровергать, а даже если в душе подумать, что это не истинно джихад, даже тогда, короче, опасно человеку, и он может прямиком попасть в ад. То есть вот какими-то религиозными вот этими приемами сидит и разъясняет своей вот этой вот кучке вокруг собравшихся там, которые возле него маячат. И вот теперь непонятно, Трамп, он как вот этот джихад, если он остановит, это хорошо или плохо? Вроде там за Трампа, за кого-то, вот эти вот всякие подружки пытаются мысленно голосовать или, я не знаю, силой мысли его как бы выдвинуть там в президенты, который якобы там грозился остановить войну в Украине. Но тогда вопрос вот возникает. Вот этот джихад, подумать даже о котором, что он не истинный, является уже угрозой человеку, что он попадет в ад. Если вот это благодать вот эту Трамп он остановит, это хорошо будет или как? Вот вопрос. Az vaqt mal şunu hens Trump uy itwo busub na han yok kidnyak yaşek sijarat hund elçi prямо bus yasmin dabüç busub na kezger bu elçi bartrattan bu çoli prямо jihat seç bu yasam iz bu yok apastas yok busub na han so isatsta jihat sigar işnen yaqbal liqsa يبقى على خير درع يبقى إيش يبقى بص أمان أو عربو بوصل بيجري أرهن تبالغون تدوات إبليس عشان أمريكان دولت أمبا Россия объявит جهات الجاني. Очень сильно больно будет. Бояться. دي سيا группе чулшиш демократия бяхяш санте биотсекулш на дохбоин دي عاسية حارة إسرائيل الديمقراطية حقيقش LGBT يور مايو وإحدى غير مدو أولي ديمقراطية بيخي غير شليوش بخشابك Они из Бог, они же за это будут голосовать, они по себе судят. Они они сразу, если демократия придет, сразу начнут устраивать, поэтому парады свои. По себе судить даже будешь. Ну, об этом уже тут
десятки раз говорилось, то есть там, видимо, есть опасность у этих людей, что они не смогут удержаться и начнут друг за друга выходить. Просто Это походу хай ди хара си хара цабар тух цэцэг дэйц демократи qom boqon шахич дэц чиг дауже. Хотя интересно, с демократией, именно ЛГБТ-сообщество Швейцарии, Декач имел Бог объясняется над сознаниями людей, там все дела. Ну, через что они должны проходить, хаетишься? Я думаю, в войнах, да, свой народ, даже если такое, допустим, не знаю, 30 человек подадут заявку в муниципалитет какой-то. Это муниципалитет, это по демократии обязан сообщить людям. Auch bei мэрия, образно, в районе, пош митинге гачбу, по митинге гачбу, по митинге гачбу, а по закону вы обратно, если дёхал 300 человек, а роли, хоре сдаться на законодательном уровне вы запретить да еще демократию. Референдум провести, закрыли, точка. Да, совершенно, как институт демократии работает, не знает. Атма, да, проблема, лишь давайте американскую модель 70-го года возьмем демократию. Сега, еще знаем, да, даже не 70-х, хиппи был шханю, 55-й год даже если возьмем, проблема, там все запреты стоят образно. Но права людей соблюдаются. Придурки, они даже базового представления, что такое демократия, не знают. Либеральные ценности с демократией, ультралиберальные ценности с демократиями путают. И тем более, это Европе одолхал с этими парадами, это конкретно там финансируемые отдельными там миллиардерами парады. И вообще, я так считаю, люди, которые в этом обществе, допустим, в культурно ценности, социальное законодательство, и в обществе, мечтайте, чтобы, да, вообще оно существовало, да, в публичном пространстве, и бояти, и то, что это образно подрывает, есть, бывают же преступления, ты можешь легкий образ, драка лышу, эту драку могут жить оправдать из-за того, что типа он провоцировал этого человека, да, образно говоря. Ну, примерно из-за вот такие темы это провоцирует наше общество. Мы тогда образно в лице мирового сообщества, можно вот таких людей, которые даже одиночный пикет, как подстрекательство на целостность государства, фактически статья 1, и дальше хай разбираются. Ну, примерно, Сейгер Доншин, Гюч, наверное, это лепет по душе, да, может быть, я ерунду даже несу. Но образно, и гума, о проблеме, гума даться. Ну, то ли давайте сравнить девы, шариату худоху это. Вообще худохцу это, идите это. Воин гущел пример гина, и наксан ногче была, и шариат ларда деш была, царь хазны, аксан лардирду, и войны прекрасно ха. И что на тишь была, тем более. Ах, это что за система, воин? Масана шмаду, цадичи уже мацуз дисновой. Ну, ю, объяснять, да, здесь по полочкам, разложить тяжелые. Почему мы так считаем, Боже? Не просто из-за нашей какой-то детской прихоти. Да нам вообще плевать, во что вы верите. А де греалигу мадушум бейт хобеш мадачум хитрия, да, тем что сюда тешь тербошум хитрия дёхал хумле хобеш мадацкуза. А зачем вы про это так часто говорите, если плевать там? Потому что это является проблемой нашего общества. Никакой проблемы нет, это твоя личная проблема. Так. Это сейчас был известный провокатор, который ходит... Кювеншин, гости, Кювеншин. Да, это из этих как раз, те, которые там
сидят в этих своих кабинетах, мониторят и вот эту вот именно пропаганду демократия равно ЛГБТ ее распространяют. Несмотря на то, что русские написали им в нынешней вот этой оккупационной администрации существующую конституцию, записали, что Чеченская республика – это демократическая она. То есть, несмотря на это, они распространяют, что ЛДПР это равно... Я не знаю, из чего они исходят, да, из того, что... Ладно, короче, эту тему я не хотел поднимать. Ну, коротко просто скажу. Из того, что они вот Зверевых, Басковых, Киркоровых туда приглашают, им дарят часы всякие, подарки огромных размерах, там, денежные. Вот эти вот выплаты, да, за то, что они там рискуют, приезжают туда, в этот небезопасный для них регион, который Русня называет самым безопасным регионом. В Москве была вечеринка Ивлеева, и там случайно, каждый случайно туда заглянул, и в Киркоров и так далее. Все оказались там случайно. Известная вечеринка. Они просто не в ту дверь вошли. Это неправда. Да, они дверь перепутали и случайно там оказались. Ну, это оружие, диктаторщи, демократия. Царь, демократия, царь, халун там даже их халиф Путин, есть интервью, если посмотреть можно, что у него они работают, он дает должности, они вместе работают, все, у них нормально. Российские пропаганды, создатель, мифию ассоциировать, западный мир они ассоциируют свободу с демократией и ЛГБТ-парадами. Российские нарративы телевизионных создатель специально. Хотите, как на Западе, демократию, свободу, права человека, у вас там вместе с этим 100% будет ЛГБТ-парады. Цундер Бошмадуцу, пока я здесь президент, будет один папа, а вторая мама. Папа номер один, папа номер два не будет больше. Типа, якобы он оплот этих семейных ценностей. Искусственно создать там пропагандистские мифы, чтобы русские еще сильнее им оттолкнуть демократию и права человека. Именно, но ночь юг аренду докдагам парасим что датис. Именно ночь не что Кавказе хапуган что даже тем сравнивать я что если Россия, ЛГБТ, шмует, и в тюрьму, в СИЗО попади, там, если сразу государственный служащий ЛГБТшника делает. Там, мы голых, это дючча. Там в Москве 35 клубов там у них, ЛГБТ клубов. Махачкала, Исмаила. В Махачкале 3. Зачем обязательно в тюрьму попадать? Он с самой высокой Госдумы с лестничной площадки по кабинетам можно пройтись. Обязательно тюрьма чуцакачи. Да, ушами, им бить, мил, что у него, да, вообще бьехал. Вы чаря отсятся лох, что вы. 20 лет послушал Запад и Европе, а цехуш почал. Ну, случайно ты не случайно, а легче корор мою, он гина мяти, цада телевизор чуах. Телевизор их сошел, вот, чуах, хагу думадас, в принципе. Это мельком на фрагменте, на хилла богш, сагуш холк нога. Ну, реально, солнце, сагин аппарат, доктора, на почака. Цахилла бог, да, сохаз душу херу, цахилла бях, ну, сумцаги нахер.
Хабар дuyulsa царь, в нормальном правовом государстве просто так митинг никто не делает. Витвеш магалера и время, да, целуешь и на уст. Мило. Это точка дегвацер. Tajim Kiegor Mavarvay. Bio bagliješ, a je sluši bio bagel сагу. Шен корд модельня сразу бьет бактовый, да? По-русски излагается, да, бля? Да, уже, короче, ничем не отличишься от Яшкина, там, от Степашкина. Видишь, холк русский душа. И биобага амина из вас, что и мордобой амина из вас. Ой, не пахал девочек. Только русские водкой опьянены, а наши религии. دق مدواش من صلاة غير نادات بيوه إكست إغاسقي بلاعش دات ساري بيو موت بيوشنا وين يقع تبي زرق ساري دات شنا دق دوش كدق ومشتات ساقا دا يتبي زيتاقي بيو موت هنزي وينش بوقي أتصلي بيقبل دات دق ميوني نوختي موت بيوشتات Он лично в Швеции, ну, общаться, денатунс. Вроде бы от молодой парень, ну, и от Одувацис, ну, и хунди, Еще Бобеш, Ашу на работе. И вот я хочу последний на точек был. Чуян мясо. Iš atsalīlus būs евро-доллар, и там, нет, джурдуке, штан как бы. Кюк эйден это там алитатун. Севьёш био баглие, это. Хочу лишний раз, а это что мне идется? От и радио можешь хочу и цучу. Быстро ли нагадуешь? Хочу все равно. Подзаписываю там YouTube чаю, ходишь. Халия, что био баг. Ишта цалили, лея, что и хушельч лишний раз. Нисту и бренд. Ахам хай, протокол соблюдать. Эренду и опошлякил, и что К порядку надо приучать людей, да. Я несколько раз денацировался. Вроде исправляться начал, а потом опять делаю шалаханда. Шакатор дала Ибрahim личку я сделала. Да, личку я взяла, дала, серьезно. А так, хочу, вой, например, рижи, бу бахкы, бу кеги, бу иштар площадь шефт, хочу нормально, дистул, что это Хасан, Хусейн, خير هما بس хочу, وإشتار جرجر إشتار تشويحر إشتار موعدهم تصوي خيتش هذا إشتار дистиллер хулку захихи, но доцент. Когда чеченцы обсуждают вот эти свои какие-то будни, свои какие-то процессы, протекающие в своем обществе, и на них реагируют, там, формируют мнения, обмениваются им. Это очень вредно для русских. Поэтому они вот этих подрусских всячески сюда пуляют вот в такие группы, где нормальное общение, вменяемые люди.
разговаривают, ну, повторяюсь, делятся мнением и так далее. Чтобы как бы отбить, и применяют разные вот эти приемы. И один из таких приемов это вот этот мат, то есть уже говорят по-русски. И вот этот мат, это специально он как бы применяется, чтобы там отпугнуть, устыдить, например, женщин, которые здесь присутствуют, или вот эту вот субординацию возрастную, там молодые, взрослые, чтобы им как бы не по себе было находиться вот в таких общественных, на таких площадках. И, короче, с этой целью. Последнее, на что они гораздо, это уже вот это, включить русского и просто полностью здесь как сапожник. По-русски что-то выкаркать, выкаркнуть. Можешь в личку написать, что я Гунядина Ибра. В личку можешь вопрос задать. Тебе здесь его зачитают, этот вопрос, и тебе на эту тему ответят, потом можешь дальше отписаться. Так, что-то гостей у нас сегодня нету, кроме вот этого мелкопакостного провокатора. Немного. А вот один появился. Дон Ахчи. Tu mikrofonu dēlies un tīts un madāts. Мелкопакостный появился тут, поужинал, пришел. Ну, это чуть-чуть поглубже плавающая рыба. Тут мелкопакостник есть, который только матом говорит. Если матом не говорят, то здесь пускай хоть враг, хоть кто нормально общается. Мы верующие, мы матом нельзя нам ругаться. Слушай, вот такой немножко... Ну, это не совсем, я бы сказал, правильное понимание, потому что людей, позиционирующих себя верующими, ты меня извини, там такой мат, что мама не горюй. Серьезно? Это значит, да, они Дон не Ахчи, у меня вопрос один. Вот вы сказали... можно я сначала закину? Не, вы сказали, поели, пришли. Подождите, послушайте, подождите. Вы сказали, поели, пришли. Можно узнать, вы свинину отведали или говядину, чтобы понять тон вашего разговора в будущем? Смотрите, я мясо свинины не ем уже, честно скажу, уже 7 лет. Ну, так я как бы не... Ну, может, я специально, я стараюсь, ну, как бы не проверять там что-то. Почему вы не едите это? Нас это не волнует. Вы не едите, все, хорошо. Ну, вы спросите, да, ну, это, я кушаю барашка, там, говядину, курятину. Там. Она для здоровья это нехорошо. Вот. Но, кстати, я знаю там одних евреев с Ахнута, они сало возят в Израиль, там те тайно, им тоже запрещено. Ну, потому что, типа, сало считается полезно для сердца. Ну, я не ем свинину. Вот, я раньше просто там не копошился, а сейчас я спрашиваю, там, с чего сделано там хинкали, или вот я сейчас был у грузин в ресторане, я говорю, мне только барашку хинкали с барашки. Смотри, вопрос такой. Это они, наверное, свинину возят евреям. Не, я уже, я по вкусу знаю уже. Вот, как бы по запаху. Вот, это, ну, как диетически вообще, как бы, я свинину не ем. Я не ем жареное, только жареное ем яйца и иногда черемшу, но украинская черемша, ее лучше тут в казанке делать. Закинул и там помешивать. Она чуть-чуть другая тут, чем в Чечне. Идеальный вариант, молодая черемша в Украине, это казанок берешь, чугунный туда кидаешь пустую, 3 минуты мешаешь, ну, можно чуть-чуть на сковородке. Но у нас казанок, это в идеальном виде так делаем. У меня жена делает. И когда она в лист идет, мы ее квасим в квашеном виде. Мы ее да мы не у нас варим. не передача Высоцкой здесь. Ладно, подожди, давай закину. Давай закину.
Слушай, вопрос такой, чуть-чуть говна на вентилятор закину. Такой для срача. Смотри, вот, будущая Чечня, например, да, она ж, вы стоите как, на каких позициях там? Я тут запутался, кто националист, кто нацик, Нохчи, кто демократ, кто там шариат. По поводу тут это Карпенко, Шмарпенко, там этих женщин. Вот такой вопрос. Если бы как бы, ну, среди чеченцев в роду вот не было запрещено, не то, что там гулять, а вот, ну, законы, ну, выйти замуж за не чеченца, скажем, вот, там, казака православного, там, или не православного, или там русского, или другой национальности, не мусульманина, не исламиста. Как бы, какой процент женщин, ну, как бы, если бы не было запрещено, вот в роду, там, типа, мы тебя накажем, там, ну, у меня, как вы думаете, какой процент чеченок, ну, как бы, ну, выходили бы замуж вот по любви, там, ну, за не Нохчи, там, или ингушей, там. У меня просто есть пример, вот со мной одноклассник, там, он на ингушке женился, они уехали, убежали. Я знаю одного русака, не казака, а русский он, значит, ему там, он разведенный был, он связался, ну, как бы, познакомился, там, ей 18 лет было, она приехала учиться с села, и они вместе с ним убежали куда-то, ну, куда-то убежали, чтобы никто их не нашел. Он русак, она чеченка. Любовь, морковь, вот они убежали оттуда. Да, Ну, то есть, как Почему бы... у тебя написано? Вот скажи, подожди, можешь сказать? Аруах. Ну, тут же некоторые позиционируются, что вы там против ислама, против арабов, против шариата. Я вам просто поясняю, почему для вас образно, для ваших обществ это так дико. Вы образно... Не дико, нет, подожди, ты не я тебе делаю... Нет, подожди, я поясняю одно. Я, допустим, как националист, я сейчас тебе скажу с точки зрения своей национальной сущности, да. Я это понимаю. Всего лишь там 1 000 000 или 1 200 000 человек. Это первое. Подожди, не перебивай. Второе, наш язык уже заносится типа образно как исчезающий язык. Это второе, понимаешь? Мы как образно, если уберем даже все вот эти вот чувственные моменты, если мы не будем жениться на своих, и мы не будем это выставлять в приоритет, мы исчезнем как нация. Я понимаю, если бы нас там 100 миллионов было бы, да, тогда, конечно, там будут такие случаи, и никого это не удивит, допустим. Но в конце концов нас пока что 1,5 миллиона, ну максимум даже, соберемся где-то 1,5 миллиона. Вы нас и идеологически уничтожаете, вы нас и физически уничтожаете, вы, я не знаю, уже и морально уничтожаете, ну сколько можно. Еще и женщин хотите, чтобы... И вы еще образно, вы пытаетесь этим нарративом, вы пытаетесь нам, как бы нас, знаете, вот какую-то неловкую ситуацию или в какую-то там позицию поставить. У вас это не получится совершенно, потому что явно есть подсчет. Если ты хочешь сохранить нацию, когда оно в меньшинстве, кроме националистических идей, ты больше по-другому не сделаешь это. Вот в конце-то концов, ты 100 раз говоришь там, исламисты, почему вот кроме исламистов там, ты говоришь, почему кроме исламистов наша чеченская женщина там не может быть, что, кроме исламистов больше что, нету чеченцев, что ли, среди людей, я не понимаю. Можно я мысль закончу? Ситуация какая? Вот, смотри, как она развивалась, там, демографическая ситуация. Если бы, например, там, мы бы остались, там, тех, кто не убегал туда в начале 90-х, то мы, как бы, постепенно мы бы там среди вас растворились. Мы, как бы, ну, вы бы нас поглотили просто. Вот и все. Например, если, например, какой-то русак, который там, маленькая семья, он там, например, женился на чеченке, то его внуки там, они будут, они нохчи будут, они так их там, потому что примет семья и воспитает этих внуков, они нохчи будут, они не будут русскими. Понимаешь? Я не про тех, что где-то глобально куда-то всех выдавать замуж, а тех, которые там среди вас живут, вот, и они бы растворились бы, как бы, ну, новая кровь, ну, я не знаю, может, я не прав. Он имеет в виду, типа, если вот, допустим, войновчу Мари Йоди, а войновчу аш Балгари, и что не войновчу растворится Дмитрий Бахтин Рюзову. Да. Ничего, нормально, в чем проблема? Мало таких, вот говорили там, укрывались с Украины от Голодомора, они попадали в семьи, они же стали нохчами. И там другие случаи. Ну, я думаю, у нас достаточно примеров людей, которые разговаривают на чеченском языке и пакостят нам.
У нас достаточно таких Ну, примеров. там тем более, Среди нас тем тоже. более. Да наши, смотри, недавно смотрел тут передачу украинского историка, и у него, и он вот рассказывал то, что вот в Украине, ну, в восточных регионах, по-моему, там еще во времена даже Российской империи, вот украинцы не отдавали замуж и не женились на русских. Но в связи с тем, что вот происходил культурный этноцид, да, скажем, происходило то, что просто убивали язык украинский, да, то, что сейчас происходит, собственно, с чеченским. Вот, и тогда вот в связи с этими вот факторами вот украинцы, вот Александр Поли, я не знаю, может, он вам что-то говорит, это имя вот, ну вот у него был как раз-таки выпуск, ну, у него в выпуске как раз-таки были вот слова про то, что украинцы, ну, украинки не отдавали замуж и не уходили замуж за русских. Вот такая вот ситуация была. Не, ну Поли я знаю такой, блондин, светлый такой, невысокий, Поли я знаю. Политолог, да. Там. Не, вопрос это про украинцев. Вопрос не про украинцев, а вопрос про тех, кто там, например, убежал в Чечню, например, или жил в Чечне. Смотрите, просто две войны с русскими, вот опять же депортации, ссылки. Поэтому вот именно конкретно к русским у нас отношение такое, то что ну, нет желания вот с ними ассимилироваться. Там, вот, ну не то чтобы ассимилироваться, понятное дело, вообще никакого народа нет желания. Но нет, вот, не хотим с ними контактировать. Вот. Может быть, с другими народами, возможно, как-то мы бы и сумели наладить культурные связи, если бы у нас были с ними общие границы. Но в связи с тем, что вот мы в составе Российской Федерации и в составе, ну и в этой Российской Федерации по Конституции, по крайней мере, народ у нас, получается, государство образующее это русский. Вот, и ну, вот, не хотим отдавать там ни замуж, ни жениться, потому что понимаем, то, что ассимиляция произойдет не русских среди чеченцев, а наоборот. Я не про то, когда вы в составе Российской Федерации. Там была независимая Ичкерия, и, допустим, вот вы станете независимой. Например, раньше там, у меня там отец с Дона выдачи не было. С Москвой воевали, пока Екатерина немка не пришла к власти и перестали воевать, потому что донские казаки Озготен. Рядом с нами немцев селили. Вы, например, вы независимая вольная Ичкерия, там, Чечения, и к вам какие-то убегают люди от несправедливости, другой национальности, прибегают туда к вам. И, например, вот и какой-то там парень убежал, а у него там, вот он как бы прибежал, и он у вас живет, все, он убежал от других. В истории было один раз то, что отдавали замуж. Он живет, за него может чеченка выйти замуж? Подожди секунду. Dik joaploishi zudrish dolom dat karpen kaltenu so chienag in sa tirpene teoriatsun joaplo dik piechwo isha noche jo aina u bachtso sun shadek hadich du dik sun joaploish dat дурши. Карпенко к вам никогда не убежит. Я не про Карпенко говорю, я вообще про тех, кто там жил или, например, может жить, убежав к вам там сюда. Донахчи. Этот разговор на время был у нас с тобой по этому поводу. Было время, когда приходили к нам, убегали, приходили. Когда было холопство на Руси, это и сейчас оно продолжается, но рабовладельчество было когда. Приходили, поселялись у нас. Да, было время, выдавали там за них, поселяли вдоль Терека. Я насчет того, что откуда взялись терские казаки. Они же там, Терек был бы нашей рекой, русские пришли позже, получается. Терские казаки появились позже. Откуда они появились? Эти беглые холопы прибегали, поселялись у нас, мы давали наделы им, они жили среди нас. Было время, выдавали за них наших чеченок. Но в связи с тем, потом, когда пришло после Петра, пришло туда, русские пришли с войной, перестали выдавать. Нас вообще не выдавали, ни за других национальностей старались вообще не выдавать.
Вообще И не сейчас, выдавали. Девушек не да, выдавали. и вообще и за мусульман, и сейчас за других, если выдают, это для нас неприемлемо. Мы маленькая нация. По-моему, Ибраим, или как-то этот Герай, по-моему, пытался объяснить тебе. Маленькая нация. Мы маленькая нация, мы не должны выдавать за кого-то наших женщин. Такая вот политика. И я хочу подчеркнуть, Дон Арчи, у нас есть полное на это право. Потому что мы уже, как бы тебе сказать, у нас все уже в дефиците начинается быть. Как для национальности. Как бы, как быть образно наша национальная идентичность. Существовать нация, если хочет, то мы Да, должны... да. Нас и физически уничтожают, нас и идеологически уничтожают. Сейчас вот с этой исламизацией нашей республики, да, это само по себе пойдет уже. Сейчас уже тоже вот так берут, выходят. Типа, лишь бы был бы мусульманин. Они сейчас вот именно идеологическую суть мусульманства взяли себе вперед и начинают это делать. Ладно бы выходили замуж, они рекламируют это еще. Это что самое больше отвратительное из этого всего. Смотри, Донарчи, можно не то, что я тебе отвечу тоже на вопрос. Лично мое отношение, не знаю, как, скажем, представитель ингушской национальности, я бы, ты спрашивал, если бы там пришел бы какой-нибудь там человек, убежал там от, я не знаю, если бы он был в натуре, там, не знаю, там, золотой человек, золотой парень, там, если бы он выучил бы язык, там, стал бы, я не знаю, там, если бы был бы для этого повод какой-то особенный, я не знаю, типа, возможно, что я бы отдал бы свою дочь за такого человека. Смотря на его происхождение, конечно, его тоже будет роль играть, там, за холопа какого-нибудь, само собой, не буду и не хотелось бы, и честно так говорю, что не буду отдавать. А там, за нормального человека, я не знаю, там, почему нет, собственно. Этот вопрос мы объяснили, ты если понял, ты должен знать, если ты тем более проживал там. Я это сейчас хотел бы К нам завезли палестинцев, 200 семей в Чечню. И в Наурском районе их поселили. Вот эта проблема у нас большая сейчас. Это же вечные эволюционеры. Где они появляются, там это вечно какие-то проблемы бывают у тех государств, куда попадают палестинцы. Это как бы арабские цыгане, как называют. Да, Это чего потому, это интересно? Сами беженцы Чечни еще до сих пор не получили такое же довольство, как палестинцы, которые еще с чеченской войны остались беженцами. Спрашивается, для чего их привезли? Для чего привезли? Чтобы выучили язык, во-первых, чеченский. Чтобы ассимилировать часть из них, как во всем, и так засылать куда-то такие государства под предлогом, что это чеченцы. Они же революционеры, где-то что-то подрывать, что-то. Это же со времен этого, Андропов создавал их. Вот это палестинское Может, движение. это для того, чтобы как пример исламизации поставить, исламизировать там больше? Не столько исламизировать, это цыгане палестинцы, это арабские цыгане, которые были заселены туда в свое время, когда арабы захватили этот регион, они туда заселенные люди, это цыгане. Они сами эти арабские цыгане называются. Они вечные революционеры, они в Иордании 2 раза чуть переворот не сделали, если бы не чеченцы, не черкесы, там власть была бы смещена. Сейчас они есть еще немножко там, но остальных они выдворили оттуда, с Палестины. Посмотри, что эти палестинцы сделали с Ливаном. Нормальное государство было, цивилизованное. Что они с ним сделали? Сейчас там никто нормальный человек не живет отсюда, убегают все тут.
эти вот с той части Палестины сейчас, где эти находятся, вот это интифада, где вот эти вот последние события были, это с Египта, вот эти вот, как это, пустыня, Синайская пустыня, оттуда выдворенные вот эти вот с Египта выдворенные эти арабские цыгане. Они даже к себе их не берут, не пускают. Они их, когда вот это отдали, часть земли им отдавали, вот это, согнали их туда и отдали вместе с землей, отдали вот это государство Израиль. И к себе они вот даже сейчас вот, когда у них вот эти события были, бомбежки, они к себе ни одного не пустили их. Даже раненых не принимали. У меня подозрение, что Лохьях трошки украинец, он шокает постоянно. Шокает. О. Может, кто-то украинцы есть в роду, шокает постоянно. Не, есть украинцы, у нас есть здесь, ну, как бы, со мной работал один чеченец, тоже Московский институт закончил. Мы видели, что он как бы, ну, неполноценный такой чеченец. Потом выяснять начали, оказалось, в 1932-1933 годах, когда Голодомор был, украинцы, которые могли оттуда сбежали, убегали, там, они прошли Краснодарский край, Ставропольский, доходили до нас, и чеченцы их принимали, кормили, ну, себя не могли оставить, потому что, ну, были НКВДшники, ходили, лазили там, и были предатели, которые там, это, стукачи были. Ночью они запускали, они жили, а так днем они прятались в лесополосах, в лесу прятались. Потом, когда холодать начало, они решили дальше уходить. Если попадались, выселяли их чеченцев туда, в Сибирь выселяли, и выселяли этих украинцев. Куда их девали, я не знаю, там, короче говоря, пропадали они. Чеченцы, когда они уходили, оставляли детей, просили оставить детей, но чеченцы в основном оставляли только пацанов. Вот этот товарищ оказался, который со мной, ну, он чеченец, разговаривает, чеченская жена у него там. Потом выяснилось, что это в семью принято был там седьмым ребенком, оставленный этими украинцами. Они, родители, его отец был, это, товарища моего, оказывается, был этот украинец. Родители их там женили его, на Щенке, он вырос, он на Щенке женатый, приехал, но все равно по нему видно было, что он не чеченец. То есть внешне видно, да? Это то, что Ну внешне и видно. внешне это немножко был, он похож был на нефтяника этого, который вышки Бойко. На Бойко был похож немножко. Ну, там Западная Украина есть такие типы, они как похожи сильно на кавказцев, именно Западная Украина. Да, есть такие темные. Есть, я же там бывал, там и в Луцке был, и в Ровно был, и во Львове был. Я знаю одного чеченца из горной местности Чечни, я лично его знаю. У него жена украинка, он черный, он такой, как вот апачи, индеец такой, ну, такой вот горский такой нос у него, такой кино снимался. А у него жена украинка светлая. У него все дети, там многодетные, у него все дети белые, на него вообще не похожи. Все дети блондины, все дети белые. Вот и все. Они ногчи, как бы, они на чеченском, все. Жена там ислам приняла, он чеченец, она украинка. Все дети вообще на него не похожи, все блондины. Там 4 детей у него, или 3. Я их видел, я их знаю лично. Вот такая удивительная история. Вот они кто там, вот они приезжают в Чечню, и как их будут воспринимать? Они сами, ну, папа чеченец, они ногчи, они там, как бы, жена приняла ислам. Вот что, как им там жить тогда? Они туда могут приехать, они будут нормально их воспринимать? Конечно.
Не проблема это. А ты не знаешь, если там жил, ты не знаешь эти вопросы? Интересно мне. Ну, так в том-то и дело, что я знаю, а зачем тогда этот вопрос, как бы, в чем проблема? Я же задал проблему про тех, кто либо там жил и как бы Проблема, ассимилируется. знаешь, в чем? Ты лучше за своими украинками следи и на них женись, и все. Вот проблема. Я давно уже давно на украинке женился. Я давно на украинке женился. Женатый он на украинке, это не проблема. Вообще, нам нужно, знаешь, помочь нужно на нормальных журналистов выйти в Украине, которые здесь попадаются, которые приходят, ну, которые приходили здесь, как, ну, ютуберы там вот такие. Ну, я вижу их, что это или пророссийские какие-то попадаются, или отбитые на голову, как сегодня эта женщина была, которая тут выступала там, где-то она в Европе находится, там рассказывала сказки там, пророссийские сказки рассказывала. Ну, нормальных таких журналистов на них, со свободы, может быть, там кто-то, Смотрите, или из других там каких-то, пригласить в ЧДП здесь. Мы кое-что там, общие там какие-то объяснили бы, какая ситуация там получается, что дома какая ситуация, что мы хотим донести до украинцев. А то вот эти Золкины-Шмолкины, они занимаются чепухой занимаются. Они выполняют задания, ну, я вижу так по их действиям, они выполняют нарративы ФСБ, что вбрасываются. И в Европе через своих хороших русских эти сбрасывают. Хороших русских нету, все они под ФСБ или ГРУ, там они все. Поэтому нам нужно... Я вопрос понял. Можно отвечу? Вопрос понял. Значит, ситуация какая. Я как бы неофициальное лицо, и сейчас идет война, и война, там свои законы, есть цензура, пропаганда, контрпропаганда, и как бы это другое время, чем когда войны нет. То есть тут как бы понятно, что есть цензура, которая отвечает, то есть, военному времени. Там в частных разговорах, там как бы я с людьми, с некоторыми общаюсь, в частных разговорах, ну, бачите, тревога у нас. Рацию выключи. Не, это у нас воздушная тревога. Это оповещение на телефоне. Это не рация, это тут второй телефон говорит, что шахеды летят или ракеты, не знаю. Короче, как бы я как частное лицо, да, когда вопрос касается вот этих моментов, я выступаю как бы со стороны в защиту, как бы, ну, как бы со стороны, ну, как бы членского народа в плане защиты его. Я объясняю в плане, ну, как, не навредить. Я объясняю некоторые нюансы, которые как бы вредят там будущему стратегическому после развала Российской Федерации, именно после развала Российской Федерации. То есть я на стороне чеченского, ну, Нохчи, скажем так, на вашей национальной стороне. Вот. Но я не могу тут сейчас как бы, ну, проводить политику или встревать кого-то там, приглашать, потому что у нас сейчас война, мы живем по законам военного времени, у нас нет выборов, потому что война, у нас как бы есть ограничения по цензуре, и я неофициальное лицо. Я не могу тут вот этими вопросами, к сожалению, даже если бы я хотел заниматься там, в плане там, помочь нам, например, правильно кому-то что-то понять. У меня таких возможностей нету. Ну, таких вот. Не, я имею в виду хотя бы с ним устроить это или в ЧДП, или с этим Соляфом, Вени Види Вичи, устроить с ними там какой-то диалог там. Так же, как не видно будет лицо там поговорить. Мы же здесь лица не показываем, там ничего тут. Ну, как бы, ну, все контролируется спецслужбами. Я там Что у нас за тема? Я чуть-чуть занят был. Я извиняюсь. Что я пропустил? Тема у нас построить светлое будущее независимой Ичкерии или Чечении, как она будет называться. Да, зачем это? Кому нафиг надо? Зачем это?
То есть не надо никому? Ой, Никто не чеченцам, хочет этого? если В смысле, чеченцы уже да, даже в надо. это перестали верить, зачем это казакам, там, каким-то, я не знаю, чукчам и так далее? Смысл в чем просто? Я чуть-чуть пропустил тему, объяснить Нет, можно? я могу свою интерес высказать. Для меня смысл в том, чтобы я могу вернуться туда, на родину, может не жить, а просто приезжать туда, у меня там могила предков. В каком случае? В Кадыровскую Чечню или в Российскую Федерацию, где меня арестуют? У меня, как мне быть? Дон Ахче, если ты там жил, да, то ты в будущем являешься полноценным гражданином этого государства. Другой вопрос уже, если ты там на русню работаешь, там на какие-то эти спецслужбы, это уже отдельно, да, там какой-то. Ибраим, власть не работает, он некие Да я спецслужбы. вообще, это сейчас в Ютубе люди услышат, я же сейчас не собираюсь лично ему что-то определять, потому что, как Тесла говорил, мы не можем здесь, у нас нету сканера, который мог бы проверить здесь человека. Ленинский районный суд, самый гуманный суд в мире, справедливо решит мой вопрос. Или Старопромысловский, или заводской. Ленинский, заводской, Старопромысловский, Октябрьский был или не был, я не знаю, но район в любом случае есть. 4 района в городе Грозном. Да, Октябрьский был, знаешь. Да. И вот это самое имеется в виду, что ты такой же полноценный гражданин в будущем, да? Но только чтобы это вернуть, да, это государство, чтобы вот это все утраченное на свои места поставить, это должны уже проявить волю чеченца. И чеченцам тоже должны помогать. Ну, помогать не строить нам шариаты надо, а помогать чеченцам строить именно вот такое цивилизованное общество. Все, что связано с шариатами, это помогать Лубянке, которая с самого начала как раз таки и пытается через Лобазановых, Кантемировых, всяких Автурхановых и прочее, вот это, как вот этот их называет лауреат в Вене, перхоть вот это вот. Как раз через вот эту перхоть и прогоняли все вот эти шариаты, шарикаты. И изначально это как раз таки русская тема, которую почему-то сейчас в Украине там подхватывают и так далее. Я понимаю, даже вот эта вот тема исламистов, ее можно же правильно реализовать. Зачем приклеивать к этим исламистам Ичкерию? Вообще нафиг она к ним? Причем тут, если в Украине, например, образно, да, в Украине вот используют исламистов каких-то, чтобы там, я не знаю, либо напугать, либо там своему обществу показать, что вот с нами там такие бородатые тоже есть, либо их задействовать как какую-то там, хоть и небольшую, но силу. Если есть вот такой интерес использовать вот эти деятелей, зачем их приклеивать к Ичкерии? То есть им надо, наоборот, в полный рост за исламское... Это же они сами к Ичкерии приклеиваются, не украинцы их приклеивают. Они сами просто вот навесили. Нет, как раз таки их приклеивают там к Ичкерии. И пытаются именно в русле вот это ичкерийском, вот в таком русле их направлять. То есть наоборот, в русле вот этих исламистов, давайте за шариат, давайте взять, просто им предложить в будущем какую-то деревню, да, пару деревень, может быть, ну, построить там можно будет, новые какие-то, много же территорий. Предложить каких-то пару деревень, вот здесь будете полноценно проживать, и под юрисдикцией Украины какое-то шариатское, вот как Степашин в Карамахи, Чабанмахи, Степашины там, и Руснявые, установили вот эти в 2 селах шариат, только без оружия, там нормально как-то, да? Вот так вот предложить в будущем, и вот именно
в таком вот формате туда можно затянуть дофига исламистов, если такой интерес есть. Но тут что происходит? Используют какую-то исламистскую карту, но при этом вот эта исламистская карта, она ложится на Ичкерию. Нам это нафиг нужно. Зачем это чеченцам нужно, чтобы там исламисты, которые в будущем, как после Сирии, приклеют к чеченскому народу? Это он, ваше дерьмо, извиняюсь. Ловите, получайте назад. Такое не надо делать. Раз используется, плюс будет большой приток, зачем там каким-то исламистам воевать за какую-то Ичкерию, кефирскую, я не знаю, там, националистическую, тагутскую. Просто кто вот стоит за этими идеями, что вот так вот именно эту карту разыгрывать, мне очень непонятно. То есть это именно русская подача. Именно вот этим вот они и занимаются, построив сейчас 1500 мечетей, всякие, с Кораном Путин туда приезжает. Здесь по всему миру вот этих офицеров нам напичкали, именно русские, совершать здесь какие-то диверсионные акции с поджиганием, у кого-то там, это самое, провокатора возьмут там, сзади его подтолкнут, он там идет, там Коран сжигает, чем-то занимается, потом, чтобы чеченцы там пошли кому-то опять вот этому поджигателю, там голову оторвали или кому-то другому, если он недоступен. Потом, если этого не происходит, сразу же на нашей территории берут, там уже как бы проводят аналогичный спектакль с русским, который там надругался над Кораном, и привозят его и показывают, что вот Кадыров, видите, привез русского, который над Кораном издевался, миновав всю Российскую Федерацию, оказывается, в России, когда в чужой регион едет там местная какая-то ментовка, у нее якобы полномочия есть там поехать и без ведома этих людей поймать человека, вообще по несуществующим в Русне каким-то законам, статьям, привлечь его, потом сынок там стоит и показывает вот эту картинку якобы избиения, почему-то не сажают этого русского на бутылку, который, если в случае с Демирхановым, вот эти, которые тоже подстрекли этого пацана, Типсуркаева там с матюками своими. Вот здесь как раз в группах эти матюкисты, подстрекатели, они себя и проявляют из русских лагерей. Взяли, подстрекли этого пацана, он повелся на это, взял там что-то, написал, и его показательно сажают на бутылку, чтобы другим неповадно было. То есть это что такое, что какие-то женщины, вот этих людей, они святее, чем сам Аллах, что ли? Смотри, Давайте, все это понятно. Раз русского привезли его же на 2 бутылки за то, что он Коран сжег. Нет, вот этот русского, которого привезли, это молодой офицер, там, будущий ФСБ или уже офицер-сержант. Это вот то, что ты сейчас говоришь, кто слушает нас, которые не в Чечне, они вообще не понимают, о чем ты сейчас говоришь. Мне это все понятно. Смотри, немножко посыплю соль на твою рану и на остальных. Вспомнишь, когда там, Ичкерия, там первая чеченка началась, когда там начали бороды отпускать, там Хатаб, и начали все косить под маджахедов. Ты просто не дал мне закончить. Я просто зачем это все рассказал, чтобы показать, кто стоит за авторством вот этих вот религиозных спектаклей, религиозных волнений, игр вот этих. И как это можно у них потом воспринимать. То есть это их тема как раз, на которую они раскручивают. Вот что я хотел сказать. Я извиняюсь, закончу теперь. Я это все понимаю. Смотри, немножко раньше опускаемся, начало 90-х, начало первой чеченской. Масхадов когда-нибудь бороду носил? Нет, начал бороду. Басаев когда-нибудь, они все начали косить под Хатаба. Было такое? Когда пошла вот это как бы, или финансирование, или как бы вот они сразу
превратились в маджахедов. То есть они начали себя называть маджахедами. Да, там и другие, я не буду фамилии называть. Вот это они, это еще те лидеры Ичкерии, типа, Но это уже во вторую войну ну, появились пускай во маджахеды. вторую. Ну, понятна мысль? Ну, Они, понятно, ну, так это понятно. еще, это тогда еще началось. Вы как бы к Так этим... это еще раньше началось. Вообще Еще раньше религиозная началось, да. тема. Да. Религиозная тема. И первый раз стартанула, я извиняюсь, долго не буду. Первый раз стартанула, когда создали вот эту вот на вот этом, короче, во время развала Совка создали русскую вот эту вот партию исламского возрождения, которая там в Пятигорске там проводили заседания, Джамаль Гайдар, Дугин и прочие вот эти гебнюки, идеологи. И с чеченской стороны вот этот Халимов, халиф вот этих жамаатов, который сейчас с Закаевым там работает. Удугов и там Темишев, Муса почему-то с ними тоже, ну, он, короче, как бы туда случайно попал по его разговору. И вот это то, что там стартануло, оно именно на тот период там было как раз, там запускалось уже это дело. К чему мы приходим, что, да, что это было это все было готово до первой чеченской, все вот эти. А Дудаев с Казицыным заключал договор. Это вы кто? Надоумил сказать. С кем? Почитай. С кем? С Казицыным. Казак, Казицын был такой, потом в Казицын, Украине Радио он Свобода. оказался, да. Радио Свобода, статья «Казаки» называется. Смотрите, на чем попалилась жена Дудаева, сейчас скажу. Я думал, она попадется на эту, ну, мою уловку. Ну, как бы, я начал вот эту тему, ну, как бы, наших проблем в начале 90-х. И она сама тут, ну, женщина глупая, говорит, ну, какие могут быть проблемы были у казаков? Я говорю, нас обозвали русскоязычным населением, нас, хохлов, Сунжской линию. Джохарта заключил договор с казачьим Атануаном. Я думаю, вот ты попалась. Глупо. И Айдигов понял, что она, выбачьте, она провалилась. И он этот разговор замял. Это кто ему? Это он сам до этого догадался? Нет, потому что он сам был, как бы, за ним стоял смотрящий, там, он Шнейд Березовского. Он что, сам нашел этого Казицына и заключил этот договор? Ну, это нормальное явление было, когда мы же многонациональный там была Чечня. В этой теме Наведение мостов с казачеством. Наведение мостов с казачеством. Какой Березовский? Березовский тогда этими носками на рынке продавал. Дон вообще, ты вот этого... Немножко ты... лидера. Просто ты перепутал немножко, получается. Дудаев этим не занимался, Алла тоже не занимался. Это была тема, получается, Дудаев налаживал мосты со всеми народностями, которые есть в Чечне. Если есть армяне, с ними, если есть казаки, с казаками. Подожди, Казицын, он донской атаман, сам его, это ФСБшный Донской атаман. Не, ну он-то не знал, что он получается, что он, что он ФСБ, с ФСБ там контролируемый, он же не знал, сколько там приезжал. До этого было бы Абхазия была, это же уже при Дудаеве было, Абхазия была, там конгресс кавказских народов или еще вот это вот организовано ФСБ, но не знали, люди поехали помогать абхазам. Это ФСБшники использовали их и оружие выдавали на границе, выдавали там. Им выдавали ФСБшники оружие. Российская власть использовала их. Но понимаешь, это были в те времена, вот и сам это 90-е годы, это какие революционные какие-то движения были. А там их использовали, получается, добровольцев использовали, сказали, там абхазов убивают и повезли туда, со всего Кавказа. Не только там чеченцы были, со всего Кавказа были там люди. И казаки там тоже были. Оттуда и знают они, получается, взаимоотношения, откуда начались там. А здесь пытались наладить отношения. Дудаев был цивильный, нормальный военный офицер,
прослуживший всю жизнь в армии, там, он пытался наладить мосты с Россией центральной. Ну, если, даже не отрицал, что мы можем войти как отдельные государства, войти в состав и сделать, как это они там тогда... Конфедерацию. Конфедерация или как вот это вот государств там войти могли тогда, получается. Он не пытались на это, ну, в СНГ, не в СНГ там, как с Россией даже войти, в СНГ войти, там отдельное государство, как все остальные входили, допустим, Казахстан, не Казахстан, все вот это вот. Войти туда, получается. Ну, с Россией более близкие отношения должны были, но наладить не смогли. Там палки в колеса вставляли. Вот эта причина была. Этого казака он знает с тех времен, когда вот это в Абхазии там пошли Басаев там и еще один там это вот, они помогать абхазам помогать ездили. Они там грузинов убивать. По телевизору шла пропаганда, что нам абхазов убивают грузины, там 5-е, 10-е. И вот они там поехали туда. Им на границе выдали, ФСБ выдавало оружие. Это все знают об этом. Ну, не, нормально. Может, не догоняет он, немножко он-то в то время уже уехал, его не было там в Чечне, он на тот момент его не было там. И он поэтому некоторые вопросы не знает, это не раскрытые вопросы получается. Как бы спецслужбы знают правду. Когда это будет выгодно, они могут, ну, сейчас пока не выгодно его дискредитировать даже, как спокойно. Ну, я же об этом говорю. Он все, что говорит, дискредитируя Дудаева как личность, которая, как ему кажется, там несла основной вклад в создание независимого государства, целя и государства, халита. Это выводы, не надо выводы делать, не надо делать сразу, выводы делать. Да. Просто он не дискурсе там некоторых вопросов. Все, каждая его речь к этому и ведет дискредитация Дудаева, дискредитация государства. Меня просто интересует правда, сам процесс, что было в самом деле, понимаете? Тебя не интересует правда, ты под видом интересующегося правдой подожди, не спешим. До ночи, вот в цирке проходили там, да, вот это общенациональный конгресс чеченского народа, 3 конгресса прошло. Со всего мира чеченцы собрались. Советский Союз отправили на свалку. Вот эти вот 3 чувака. Вообще у чеченцев как... Ты вообще-то в курсе, что чеченцы никогда не входили в Русню? Потому что все, в отличие от нас, да, от чеченцев, и Ингушетия, и Дагестан, и буряты, там, и якуты, и кто угодно, так или иначе, да, кто-то, не кто-то, а в основном принудительно, да, есть которые и наоборот, например, как Грузия, которые, убегая там от турков, сами запрыгнули туда, в Русню. Ну, есть и другие, то есть так или иначе, все вот эти республики и так называемые автономии подписали какие-то договора с Русней. В отличие от чеченцев. Чеченцы включены. То есть, если эти в 810-м, там, Ингушетия добровольно входит в состав, потом где-то чуть позже, там, Дагестан, 5-е, 10-е, всякие Карачаево, Черкесия, там, Кабарда, то чеченцы именно так и вписаны туда, что чеченцы включены. То есть от истощения вот этого сопротивления, от уже невозможности, просто нас взяли тупо и включили туда уже, как бы замочив большинство там населения. Я это не оспариваю. Мне просто вот как бы немножко как бы обидно, как бы, неужели не нашлось какого-то, может, приехали со всего мира, ни коммуниста, ни советского генерала, неужели другого нельзя было поставить во главе, ну как бы. Наш выбор, выбрали мы его.
Увидели, Да, выбрали, захотели. да, это как бы народ же выбрал. И я думаю, что он не прогадал. Потому что будь там, например, другой, там же надо тоже тянуть это дело. Раз тебя выбрали, потом тебя раз шуганули, короче, а ну давай, сейчас мы тебе покушение там подорвем где-то, пятое, десятое, потом это надо тянуть, как бы там душок, грубо говоря, нужен, чтобы уже заднюю не дать. И в этом плане Дудаев законно себя полностью оправдал. И он пробил, вот как он сам и это озвучивает, он пробил вот эту брешь. Установили, кто бы что сейчас не говорил, там коррупционная составляющая. Сегодня мы параллельно в чатах об этом говорили. Пускай там была коррупционная, вон я в Австрии живу, здесь пару-тройку лет назад, вон на прошлых выборах, 6 министров отправили в отставку именно из-за коррупционной составляющей. Эта коррупционная, она присутствует во многих ныне государствах, даже цивилизованных существующих. Это не является вот такой какой-то ключевым моментом, который вдруг сыграл какую-то роль в том, чтобы русские на нас напали. То есть Джохар из того, что было, как там в песне это, из того, что было, я тебя слепила, а потом, что было, то и полюбила, по-моему, вот так как-то. То есть из того, что было, из вот этого постсоветского наследия, попытка создать. И у нас, пускай у нас первый президентский срок была бы коррупция, на второй, на третий, зато на четвертый потихоньку бы государство бы вытянуло бы аккуратно уже новые поколения, уже совковое вот это наследие бы вытолкнули бы нормальные специалисты, и это все бы пошло бы четко. Ничего там абсолютно, там и так нормально, в отличие от остальной Русни, неплохой был уровень и так далее жизни. Просто для этого должна была быть демократическая Русня, которая как бы сделала, как мы вот говорим здесь, наиб, вот это арабское слово, всему миру. Сделали вот этот вот, оболванили всех. Перевод сделай ему. Наиб, что такое? Наеб, скажем, коротко. Ну, что-то, да, похоже. То есть оболванивание. Обманывание. Да, всей мировой общественности, что они якобы там становятся демократами. И тут же Перу и на Чеченской республике они сдулись полностью, сразу же. Далеко там идти не надо было. То есть вот это вот, короче, ситуация, я уже мысль даже потерял, к чему я шел. Ну вот как-то так. Тяжелое наследие царского режима. Да, Тяжелое советского режима. Вот это вот совок, да, который там распался, который пустили под откос, вот эти трое чувака, которые у чеченцев вообще там нифига никто ничего не спрашивал, хотя там некоторые чеченцы были за даже то, чтобы сохранить совок. Вот. Но потом, когда это распалось и уже появилась возможность там парад суверенитета в 5-е, 10-е, чеченцы пошли, собрались, провели 3 общенациональных конгресса, приняли декларацию, взяли курс на независимость. И, кстати, вот этот Завгаев тогда был во главе, когда брали этот курс. Что потом Дудаев там просто человек, который, вот как и все остальные, когда возвращались, участвовали в этих процессах, вот такой же человек, который приехал в нужную минуту для своего народа, там встал, выступил и всех полностью зажег, всю толпу, которая потом четко уже после его интервью, после его обращений, абсолютно без каких-либо подтасовок, без ничего, просто взяли и сделали вот ставку на этого человека, выбрали его, какой бы он ни был, плохой, хороший, это наш президент, которого мы выбрали. Вот как-то так. Смотрите, Закаев, как представитель английского, ну как он на подсосе у англичан, он говорит, вообще надо сохранить старые кадры, которые были при Кадырове. Понимаете? Как бы Закаев там, он на Западе сидит в Англии. То есть это же катастрофа.
А надо всех менять и, получается, привлекать туда чеченцев, которые уже в Европе выросли, которые в Европе выросли, я не знаю, вот шариат говорит, что надо шариат, другие говорят, что либо вариант, который в Европе выросли, и нет наследия советского, там, кадыровского. А Закаев говорит, нет, чтобы сохранить стабильность, надо оставить старые кадры, иначе там будут какие-то там срывать провода, металлолом сдавать, всю там Чечню сдадут, все разрушат. Это его такая позиция. Вот, Так он для нас не авторитет, Дон Ахчо. Он для нас не авторитет. То, что он говорит, то, что он делает все вопреки, получается. То, что мы говорим, это все получается ровно на 180 градусов разница. Нет, там вот смотри, Дон Ахчо, как кто что-либо не говорил, вот ты сейчас все, что угодно можешь сказать, я все, что угодно могу сказать. То есть на этом чей-то, грубо говоря, базар, он не является какой-то вещью, которая так и есть, да, там. То есть, Последняя инстанция во всем. что это какая-то действительность, да. Тут ситуация такая, у нас есть закон государства, да, которому обязан следовать каждый чеченец. Пофигу, мы сейчас, у нас там погибли руководство государства, у нас там кто-то исламиста превратился, кто-то в подрусского превратился, но наш народ, когда он полностью сформировался, когда он, будучи свободным, сделал свой выбор, вот у нас есть закон вот этот, который тогда этот народ принял, и он никуда не делся. Без всяких подтасовок, без тех, он в кустах где-то кто-то написал. Кстати, я тоже тогда в этих кустах там где-то нахожусь на тот период, когда это Низам 2002, вот эту вот ерунду якобы принимают, который тоже нельзя сказать, кто ее принял, эту бумажку. Бумажка это или что там. То есть вот этот народ, он сделал выбор. И у нас, Конституции. да, у нас есть этот закон, просто каждый должен ему следовать. Все. А там что-то говорит, этих надо оставить, там тех не надо оставить по какому-то низаму. Кстати, Дон Ахчо, ты знаком с вот этим низамом? Ну, я детально не знаком, и я примерно понимаю, о чем речь идет. Смотри, вот вопрос такой, вот вы там, у вас партия какая-то, вот у вас группировка. Вы, например, у вас есть там правительство, сформированное ваше в изгнании? Вы вот Группировка в Кремле, в Москве, в Кремле сидит группировка, не здесь. Будьте осторожны с выражениями. Мы нормально. Я сказал просто, Пускай он считает группировкой. Я говорю вам, группировка в Москве, в Кремле сидит. Знаю вас, как вы, нечаянно. Всех мало. Смотри, Дон Ахчо. Вы готовы сформировать правительство? У вас есть нет, не готовы, пока не готовы. Мы на стадии информационной вот такой вот деятельности, на стадии просветительской работы. Ни у нас нету, ни у Закаева нету, ни у кого никакого правительства здесь нифига нету. То у этих или у тех тут ни у кого ничего нету. Ну вот в этом проблема. А завтра, например, Трамп решит развалить Российскую Федерацию. Она разваливается. Вы готовы к этому? Ты думаешь, вот вопрос у меня, ты думаешь, что правительство Чеченской Республики придет из-за границы в Чечню, да? Да не думай, СМ, он не так не думает. Там мы просто сейчас пытаемся нащупать, да, как и что. Все, бяхма были, да, извините. Например, у него, он тоже хочет вникнуть, да, вот человек интересуется, значит, там есть какие-то вопросы. Там целое поколение молодых чеченцев уже выросло в Европе, которые там получили образование. Они сами вот эти люди, которые у нас дома, они точно такие же чеченцы, которые в своей массе, которые полностью являются гражданами нашей республики, но которых полностью там задавили, зажали, вот как те же, которые в Луганске, там, в Донецке сейчас под русским сапогом находятся, в Крыму где-то. Это такие же наши граждане.
Другой вопрос, совершали ли они преступления, совершали ли они преступные приказы, выполняли там в Украине, где угодно, в отношении чеченцев, в отношении русских, кого угодно. Это уже там суд какой-то будет решать, да? Но вот эти люди, они абсолютно такие же чеченцы, которые точно так же будут строить, воссоздавать свое государство. А вот насчет вот этого, да, который ты еще в прошлом эфире говорил, там, люстрация туда-сюда, естественно, в каких-то должностных вот этих, ну, какими-то чиновниками или должностными лицами, вот эта система вот этого мусора, которая там установлена, вот этой оккупационной администрации, конечно, как и во всем мире, по закону вот этой люстрации, они не имеют права вообще, их близко нельзя подпускать туда. Так, если не совершал преступлений там каких-то, конечно, гражданин может право там жить, работать и так далее. Но чиновник, который работал в этой системе, не совершая преступления, он все равно, на нем должно вот это оставаться за ним. Закон о люстрации как бы постоянно должен к нему применяться. Меня интересует вот практический вопрос формирования национальной аристократии, элиты. Это если не брать шариатский вариант. С шариатским вариантом там все проще. А вот на ваших позициях надо, значит, формировать национальную как бы аристократию, которая будет двигать государство вперед. Меня вот этот вопрос интересует. Шариатский вариант – это как раз-таки самый сложный участок, потому что там будет джамаат Закаева, джамаат Игигова, джамаат Билакиева, джамаат Янгульбаевых, детей федерального судьи, джамаат замдиректора электросвязи, зама вот этого Шмакова, джамаат Джамбулатова, этого Сулейманова и так далее, джамаат. Вон с этих, с Турции потом всякие джамааты там, эмиров, мухаджиров и так далее. То есть вот эти джамааты, они как и были джамаатами, так и остаются, потому что их вот эти идеологические принадлежности, да, ну, идеологические взгляды, они все разные, у всех они разнятся. И они все в контрах друг к другу, как это вон в Сирии, в Ираке было. Это сейчас, конечно, можно там, чтобы кефиром такие сделать, такие для справки, это система вот этих исламских там идеологиях, где можно врать неверным ради, короче, спасения там, своей вот этой идеологии, чтобы она продвигалась. Вот это делая вот эту такие там друг другу там пытаются какой-то образ создать там из украинских кефиров, сделать какую-то взлетную полосу для своих вот этих чаяний, о которых они сами нифига вообще никто не знает. Вот эти деятели, они вообще, то, за что они борются, вот ты с ними начнешь общаться, их идеологию, чуть-чуть ковырять, он как антитеррор это делает, там полный ноль. То есть вообще человек не в курсах, на чем он стоит, на своей какой-то идеологии, из чего она состоит и так далее. Вообще полный ноль. Поэтому вот эти вот группировки, они как раз-таки и абсолютно никакого из себя какого-то там монолита, это полное, противоположное, разрозненное, управляемое извне, у каждого, у всех свои какие-то имамы, офицеры, которые им дают фетвы, на которых они ссылаются при каждом своем каком-то действии и так далее. То есть это вообще никакой не вариант, ничего для чеченцев. Это полное самого себя как закопать. Вот такое дело. Я понял, смотрите, небольшой мой вывод такой. Исходя из того, что в Европе тут доминирует британское, значит, влияние, ну, так, по силе, скажем так, в случае развала, я так представляю, так, значит, Закаев будет головой там, как марионеточного протектората, который будет поддерживаться Британией и финансироваться, ну, каким, типа полиция какая-то,
Там же будут вот эти бывшие кадыровцы. Короче, тот же аппарат остается, просто будет во главе Закаев, и вот такая будет протекторат администрации. Там финансирование как раз таки вообще ни капелька не из Британии. Там финансирование через Турцию идет. И никакого Британия к этому отношения вообще не имеет. Для Британии вот эта деятельность... Имеет. И будет иметь. Для Британии вот эта Может, деятельность... будет иметь позже, но на сегодняшний день там эти арабские страны через Турцию, там, которые там сидят люди, финансирование оттуда идет. Для Британии это исламистская деятельность, она просто очевидна. Поэтому там Британия... Там можно, конечно, на какое-то там временное что-то такое использовать эту карту, как сегодня в Украине используют. Но на долгосрочную перспективу это полностью неприемлемого для цивилизованного мира вот эта среда, которую потом нам не надо навешивать ее потом. Ее сначала поощрять, ее как бы раскручивать, а потом взять как использованную вот такую одноразовую какую-то вещь, взять на нас это швырнуть. Может, это будет меньше из зол, чем какая-то внутренняя там бойня какая-то. Никакое меньше из зол там не будет в таком ключе. Зло надо именно на корню, именно идеологически, именно вот так вот просветительски, вот так вот вычленить из чеченского общества. И дальше там вообще ничего делать не надо, потому что остальное вот это национальное самосознание, национальный, общенациональный интерес и вообще культура, менталитет, оно само таким образом выстроено, что там ничего никому объяснять не надо дальше. Каждый просто занимается своим делом на благо общества. Но с вот этой идеологией, вот это чеченское общество, оно для него самый первый и главный враг. Все чеченское – это враг для идеологии. Да, ты твердишь, что Закаев говорит, Короче, какие... короче, ладно, это... Сейчас, 2 секунды. Короче, я, наверное, не доживу до этих светлых времен. Все очень мутно, к сожалению. Доживете. Я вам больше скажу, вы доживете до распада этой гребаной рашки, когда русские, наконец, в протяжении 300 лет получат свое русское государство. Доживете. Наконец-то. Мир вам Иншаллах. даст построить русское свое государство. Будете вы жить в своем русском государстве. Понимаете, Дональд? Оно мне 100 лет не надо. Я не русский государство. А вас никто не спрашивает. Мне тоже 100 лет не нужно это российское государство. Но мне приходилось в нем жить. Никто нас не спрашивает. Тем более вас. Так что вот такое будущее. Доживете. Слава Богу, у нас хорошая медицина. Мы не в 19, не в 18, даже не в 20 веке живем, а в 21. Люди 80 лет на велосипедах катаются. Так что доживете. Не переживайте. Конечно, потому что там чистый воздух, хорошая вода. Мне пообещали паспорт в Чечении. Вот, пообещали. Зачем меня отправлять в какое-то русское государство, если я в Чечне родился? Это паспорт. Ладно, не буду. Короче, абсолютно нулевым качеством. Ну, вообще-то этот паспорт, это единственное какое-то ценное такое дело, да, вот, которое именно вот это там, в лице Закаева и тогда тех, кто его поддерживал, именно вот что-то полезное, то, что вот эти вот люди как бы толкали, да, в общество. И, кстати, я тоже там помогал чуть-чуть вот этим делом, паспортным, там, анкеты, там, туда-сюда. И вот это тоже меня там цепляло.
что вот эти люди занимаются чем-то полезным. До тех пор, пока не обнажились, не слетели маски с вот этих вот строителей исламских государств. Закаев бы лучше занимался на Западе продвижением признания Западом геноцида чеченского народа, вот это выселение и так дальше, вот это преступлениями советской власти против чеченского народа. Он этим не занимался. Потому что он был в одной команде с советским генералом Дудаевым, советским полковником Масхадовым. Понимаете? Они же советские. Ничего мы не понимаем, это вообще не имеет никакого отношения. Вот эти советские именно как раз являлись теми, кто дал жару вот этим основателям этого совка. И сегодня даже вот это не советское поколение, оно вообще даже ногтя не стоит вот этого советского на тот период. Дон Арчи Маннергейм был, если так судить, в Финляндии. Он был тоже генералом Российской империи, но все равно стал хорошим руководителем своей страны после распада Российской империи. Поэтому Он такой не был вопрос. коммунистом. Он не был коммунистом. Дон Арчи, а Ну, так Украина понимаете, была советская? Просто интересно, тут Украина не было советская варианта была? не быть коммунистом в Советском Союзе. Дон Арчи, а Украина была советской? Значит, Украина, к сожалению, между нами, она не избавилась от советского прошлого. Иллюстрация не проведена. Вот это совковое наследие, оно, к сожалению, вот когда народ там что-то пытается построить, да, что-то к какому-то светлому будущему идти, он не может отталкиваться от того, что у него нету. То есть то, что у него есть, только вот эти ресурсы он может задействовать и использовать. Поэтому после совка вот это все наследие совковое, оно откуда бы не совковых каких-то людей чеченцы могли бы достать, Да. если там с Луны, что ли, я не знаю, или из другого измерения, там, через какие-то эти чакры там вызвать. То есть такого, ну, как бы варианта у нас не было. А то, что было, вот из него аккуратно, именно вот это, пробив эту брешь, полностью заложив вот этот фундамент, чеченский народ, четко определившись, начал вот это дело и довел его до логической развязки после первой, вот это окончания Первой русско-чеченской войны. После этого начинается уже вообще другая эпоха. Это абсолютно другая история, другая тема, другие, короче, ценности, другое вот это вот. И там надо отдать должное, кто здесь русский, не русский, я не знаю. Вот я снимаю шляпу именно перед коварством, перед подлостью, перед умением манипулировать там, людьми, перед вот этим умением использовать религиозные приемы, идеологические. Это просто что-то, я не знаю, чудо такое волшебное. То, что как за короткий срок, используя вот эти идеологии, чеченцев полностью смогли сбить с толку, с панталыги, как это говорится, и направить на рельсы самоуничтожения. Да? Вот это вот там надо действительно отдать должное в этом деле. Это я признаю. Не только там, это у нас, это и на Ближнем Востоке эту карту Русня использовала. И в Ираке, и Сирию таким образом под свой контроль вернула, создав вот этот ИГИЛ. Вот в этом плане, да, действительно очень шустрые ребята, молодцы. Дон Арчи, вот этот вот Кутаев, который эмир казаков, возглавляет вот это казачество,
как она называется, это движение, постоянно улетает оно мне из головы. Конфедерация там народов Кавказа. Как это вот? Вообще информации у тебя нету, что ли, насчет Кутаева, такой личности? Что, неудобный вопрос, что ли, Донач? Своих не выдаем, Никархо. Вице-премьер Не, Ичкерии Бая, не, который жил до 2020, по-моему, и 2022 года в России, да? я не знаю, кто такой Кутаев. Я там одного знал Кутаева, или там, может, фамилия похожая в Грозном. Это не он, наверное. Давно еще при советской власти. Кто такой? Вот то, что вы сказали, какая-то конфедерация, я вообще не знаю, что это за конфедерация, честно говоря. Президента Конфедерации народов Кавказа не знать, это немного неуважительно к товарищу президенту. Нет, это не та конфедерация, которая воевала в Грузии. Нет, это Лига, Ибрahim, Лига свободных наций России. А он сам чеченец, Кутаев? Президент, как она называется, народов Кавказа? Не знаю. Конфедерация горских народов. Да, Иштукас, по-моему, Иштерис. Ну, там надо его Народ, послушать. народ, что? Когда она создана? Когда ее создали? Когда создана? В 18-м, если не ошибаюсь. Когда? What? В каком году? В 1918-м. Ну, если ничего не путаю. Точно не уверен. Да, хорошо сохранились, ребята. У меня дед Просто не расслышал нормально. 1905 года рождения. Мой дед 1905 года рождения. Он тогда еще маленький был. Нет, 13 лет был. Да. Мой 17-го. Во всяком случае, по паспорту. Хотя там по-другому тогда было. Вот эти записи, ничего. Я с Горской республикой перепутал, посмотрел честно. В пятом году он в Асиновске родился, в 1905-м. В 92-м мы его вывезли из Асиновской. К отцу на Ничего родину. себе, это ему 80, сколько? 92-й, 83, что-то такое? Ну, подожди, 92 минус 5, 80, сколько? Ну, короче, он умер в 90... 87. 87. Он еще там на чужбине прожил. Он умер в 93 года случайно. Его брат... Ибрahim, Слушай. Подожди, пусть он договорит про деда, потом сразу из второго. Да, ну вот я в Асиновскую приезжал, он мне много рассказывал, как было еще, ну, давно еще, вот, до большевиков, и как потом и выселяли там чеченцев, и как вот, ну, и в станице там был случай, что какой-то их там, ну, со станицы прибежал, говорит, чеченца выселили, там что-то притащил, смародерничал, и его там осудили, то есть там такого, сразу его как бы вот это, какого-то там, был человек такой, ну, такого масса, он говорит, ну, как бы к этому относились плохо, то есть никто не побежал там грабить какие-то села и так далее, он говорит, что туда вроде завозили чеченские села людей, ну, из России завозили, то есть к этому отношение было негативное. Также завезли и родителей твоего деда, кстати, и их родителей. Вы просто это рассказываете. У меня такое впечатление, как будто ваш дед в эмиграцию переехал в другую страну или родители вашего деда.
переехали в нашу страну, вас там приняли якобы. Вы так это спокойно рассказываете, вы умалчиваете правду. Вы оккупанты. Родители твоего деда оккупанты, и дед родился там оккупантом, и вы как оккупант проживаете, понимаете? Если вы говорите правду, говорите до конца эту правду. Дайте до конца скажу. В том доме, где жил мой дед, этот дом построили, мы сами построили, наша семья построила. Мы не заехали в чужой дом. Снова вам говорю, построили на чеченских костях. Да, на земле. Да, город Грозный построен на месте несколько десятков чеченских деревень. Их не просто стерли с лица земли, там поубивали всех, потом их сравняли с землей и построили свою крепость Грозный. Потом приехали родители твоего деда якобы жить на новой русской земле. Это не ваша земля, у вас нет на нее права. Можно к вам личный вопрос? Конечно. Значит, вы лично... Это является как бы оправданием тех безобразий, которые были в начале 90-х в независимой Ичкерии по отношению к нам? Да, это вернулась монета. Подожди. Я отвечу. Я отвечу вам, если вы мне хотя бы один случай приведете. Где, когда, на каком месте, сколько было убито русского населения. И кто принимал в нем участие, если можно? Смотрите, я лично представляю не русское население, я лично представляю этнических украинцев. Вы русские? Вы русские? Нет. Дон Ахче, я вас перебью, извините, когда вы предъявляете претензии или обвинения моему народу, что мы кого-то там геноцидили, у вас на руках должно быть хоть какое-нибудь, хоть одно свидетельство задокументированное, с доказательствами. Смотрите. Мы живем все-таки в 21 веке, сегодня это возможно. Да. Но если у вас этого нету, вы меня извините, это пустой разговор у нас будет. Дон Ахчо, когда ты оттуда выехал? Весна 92-го года, весна-лето 92-го года. Мы там выезжали двумя. Все, 100 лет пожили, хватит. Подожди, не спеши. Ты, значит, не все вот это зацепил, да? Потому что я тебе просто подскажу. Я тебе коротко. Не забудь просто мысль. Коротко просто подскажу. Уже в 92-м, да, втором тоже, в 3-м, 4-м очень много русских, казаков. Вот у нас соседи были, они тоже как бы казаки, русские, вот уже как бы это такая грань стерлась между этим, но по факту они как бы казаки были. И, кстати, вот этого дедушку, который у нас сосед был, его завалили, его дочка там наняла кого-то, и, он... Короче, у меня такое отношение к этому деду было, потому что он еще при жизни моих родителей, он был как бы... Я еще пацаном там баловался, пару-тройку раз от отца получил, как его немного подразнивал. Он там постоянно сидел у себя перед домиком. А потом у меня другие уже, когда я подрос, отношения к нему, как воспоминания, да, что вот... До Первой русско-чеченской войны он у нас по соседству жил, там с нашими родителями хорошо, они с ним хорошо общались там, и так далее. А вот эти вот, у них как бы на два это было разделено, их двор на два участка. И вот эти вот внуки его гасанули. Просто это до того очевидно было, да, это я сейчас точно не помню, по-моему, 96-й год. Вот такая вот ситуация там была. Но они сейчас там и дальше живут, в отличие от меня. Никто там никому не мешает и так далее. Я вот что хочу сказать. 92-й, 3-й, 4-й чеченцы, вот лично моя мать помогала русским. У русских выкупали, когда дома, да, они уезжали, там уже как бы чеченцы, когда... начали строить свое государство, это посчитали таким, нифига себе, вот сейчас у них тут свой язык,
своя там культура, вот они теперь могут на равных с нами жить и так далее. И посчитали, что там в Русне их ждут с распростертыми руками. Вот моя мать лично помогала. Соседи чеченцы брали у них этот дом, полностью оплатили им цену. Мой отец, когда дом покупал, полностью, сейчас 6 миллионов, это на тот период было, когда с нулями вот эти рубли были. Сам потом поехал, по-моему, Калуга это была, туда на поезде с этой женщиной, отвез ей бабки туда, до конца ее сопроводил и вот так вернулся. И вот моя мать тоже помогала вот этой русской соседке, да, еще одной. Вот ее я помню, именно она отказную делала. И многие вот эту отказную делали, и чеченцы сами помогали, наоборот, одобряли, делайте отказную, типа берите там деньги у этого подлого режима, да, который там и нас, и вас, и всех. И тут им законно оплачивали эти дома, и там они ехали еще с подачи чеченцев полностью, что надо, там документы, я сейчас не знаю, мелкий был тогда. Что для них, для отказной надо было, все вот это условия делали. И вот так люди, когда эти русские уезжали, еще отказные делали, продавали дома. И вот, видимо, вот эти вот все дела, да, которые там задокументированы, когда эти отказные делали, по всей видимости, им приходилось нам давать какие-то вот эти ложные показания, что их там якобы выдавили, их выдавливают, нам поэтому приходится отказную делать и так далее. Хотя 100% уверяю всех слушателей, абсолютно каких-то выдавливаний, каких-то захватов домов, потому что и тогда государство полностью работало, документы, чтобы там у кого-то отнять, вот это дело сделать, это пресекалось. Никаких, может, были какие-то там моменты, да, там единичные случаи, о которых, если ты не знаешь, нельзя ни да, ни нет сказать. Но вот эти вот именно отказные дела, они вот так вот отказывались, они там стопудово давали показания, что их выдавили. И вот эта вот женщина, я просто запомнил, она дружила с моей матерью постоянно, они потом вернулись, прокидали все эти бабки, прокидали те бабки, которые им там за отказную дали. Там им не понравилось, там их, чеченами называли. Я помню, она плакала еще с матерью, пацаненок, там ходили, общались. И потом вот этим чеченцы, которым они продали дом, они их попросили, и вот жили там вот так вот как бы в маленьком вот этом домике рядом, на этой же территории вот этого участка. Ну, потом, я уже не знаю, после Первой войны, там что-то, до Первой войны это было. И вот такие моменты, это вот я личный свидетель. Потом там у нас дальше по улице 2 русские семьи на следующем квартале, которые мародерничали у нас дома. То есть у всех на улице чеченцев они мародерничали. И их за это официально там как-то удалось, да, через каких-то вот этих оккупационном режиме при Завгаеве, которые там работали, чеченцы, которые тоже у нас там на Куяне жили. У них из-за каких-то связей им удалось привлечь еле-еле там вот эту комендатуру. И мы все вот так очередь выстраивались, и у этих 2 русских семей вот эти все свои, каждый свои вещи искал, оттуда брал. Там, кто находил, тот брал свои вещи назад. То есть вот такие ситуации были. С мародерством и так далее. Я не представляю интересы русаков, русских, которые убегали в Калугу. Наши убегали на Кубань и Ставрополе, и Кавказские минеральные воды. Я вот этой, в Грозном было много завезенных из Центральной России и так далее. Меня один раз чуть они не убили там, именно русскими. Там с чеченцами у меня были там драки, но меня реально могли убить только там случай, что вот тяжелая была драка, там отбили, я еле отбился там. Еще 2 слова до Нахчи.
Я тоже Смотрите, я свидетель. еще хочу сказать, еще раз, не надо, я представляю интересы этнических украинцев, которые там жили. Мы Но все сунжинские равно, казаки, чтобы слушатели мы, знали, еще хочу два слова добавить, потому что я это знаю. В основном вот может возникнуть вопрос, почему эти люди убегали. А знаете почему? Потому что эти люди, когда Чеченская республика стала чеченской, они знали свое прошлое. Они знали, что как они геноцидили чеченцев. Они боялись, что это все узнают, когда и вот из-за боязни своего прошлого, что они делали с чеченцами, и вот и они убегали в основном. Барков. да, короче, смотрите, вот тогда произошла катастрофа, потому что, как бы, ну, если брать основную массу, как бы и нас, и, в принципе, надо признать и тех русских, как бы там качественное население было русское другое, которые в экономике приносили там пользу и работали на производствах. Вот, понимаете, как есть в Италии, на юге Италии, там есть пословица, там, Калабрии, Сицилии. Чтобы построить что-то новое, надо сохранить то, что есть. Дон Арчи, а вы знаете, почему в Грозном фабриках, завод только русские работали, рабочие? Знаете причину? Знаю, можно я Почему? отвечу? Почему Можно я там не отвечу? было чеченцев? Можно я отвечу? Знаю, можно я отвечу? За меня не надо отвечать. Можно я отвечу? Я знаю, я могу ответить. Я могу ответить. А ну-ка, мне интересно. Я могу ответить. Я вот начало 80-х, все 80-е годы, значит, ну, кто нас слушает, этнические украинцы, значит, Сунжинская линия, так называемая, я тут не оправдываю, что мы не коренной народ, я это признаю. Но мы там в 20 веке начиналось, с прихода большевиков, мы себя вели достойно. Мы воевали против большевиков, которые вас потом геноцидили, выселяли. Мы против них воевали. Мы себя вели достойно. Мы работали. Мы приносили экономике там. Наши царские геноцидили, не только советские. Именно нас царские тоже геноцидили. Наших отцов есть хорошая вот такая поговорка, не знаю. Знаете, как наши старики как говорят, какая нам разница, белая свинья или красная свинья? Это насчет того, что советские типа геноцидили нас, коммунисты, такие плохие, оказывается. А вот в царское время все было хорошо. Да, так да. вот, почему там в фабриках, заводах одни русские работали? Да потому что чеченцы на своем земле не имели права не только в городе прописаться, но устроиться на работу. Им разрешили жить в землянках, в селах или где-то, кто имел возможность, строил себе дом. А вы, да, жили в Грозном, работали на фабриках, на заводах. А потом нам говорят, чеченцы не умели или не хотели работать, только русские все делали, город русский построили. Русские это, русские то, русские. Конечно, вы, потому что нам, моим отцам, моему дедушке не разрешали работать. Мы были на собственной земле, на земле наших отцов, изгои. Дон Арчи, вот вам настоящая правда. Просто вот при всем при этом прошлом все-таки там и ужились, и даже несмотря на то, что в городе не могли жить там чеченцы, несмотря на то, что ни рабочих мест не было там где-то на шабашке, мабашке, куда-то выживали, абсолютно какого-то там давления или выдавливания русских, о которых вот эти говорят, его там абсолютно не было. Если есть сегодня там русский режим полностью установлен, русский оккупационный режим, если бы там хоть малейшее какое-то вот это, я не знаю, какое-то даже подозрение на массовое какое-то убийство русских, что-то подобное было бы, уже 1000 раз это все бы раскопали бы, это все бы там экспертизу провели бы, и вот это бы бесконечно крутили бы со всех дыр, тем более вот эта русня, которая там сейчас находится.
Поэтому вот это сказки, да, о каких-то геноцидах, я где-то там читал в интернете, я не знаю, лет 10-12 назад. Там какая-то кровь везде была рекой, на заборе, на этом была, на штакетнике голова, там туда-сюда, такие ужасы там, оказывается, там кто-то описывал, да, там один из якобы пострадавших каких-то русских. Какие головы, какой... Я вообще вырос в обычных городских условиях, абсолютно без каких-то бандитских, я не знаю, криминальных. И вот эта война, которая потом началась, и криминальные какие-то вот эти моменты, это вообще ужас был как для жителей какого-то большого цивилизованного города, в котором никогда каких-то криминальных разборок, движений не происходило. То есть мы вот чеченцы, чтобы там о нас говорить сейчас, о, там бородатые, безусые, там какие-то непонятные, там, я не знаю, зубастые, там, дикие, дерзкие, абсолютно ничего подобного. Обычно цивилизованное общество, цивилизованный город, мультикультурный, скажем так, Грозный, если взять. Никакого, ничего подобного. Вот такие какие-то убийства, там, трупы, там, я вообще эти трупы, только он один раз с 9-этажки, там, женщина какая-то выпрыгнула с балкона, еще пацаном проходил, вот там я увидел такой труп. Это для меня еще шок на всю жизнь вот так осталось, да? А какие-то трупы там видеть, там, убитых, там, обезглавленных, видите ли, там, такие картинки показывают нам здесь, да, крутят. Был вопрос о формировании интеллигенции. Если, когда не дать шариатчикам свои достичь цели. Step by step. Ты, что ли? Нет. Так точно. Подождите, еще два слова на эту тему, Ибрагим. Вот это, как формировать интеллигенцию должна секунду, быть? свободне, секунду. Да. И чтобы развеять документально все, вот как мы можем геноцидить людей, мирных людей, при том, что есть документальное, как мы отдаем матерям солдат, которые нас убивали. Вот документально есть все, как вот покажите мне вот в любом месте, где идет война, чтобы так отдавали убийц, которые приходили к тебе тебя убивать. Это миф русской пропаганды. И каждый, кто об этом начинает говорить, я считаю, он это специально делает, чтобы сбрасывать такие нарративы, чтобы оправдать свои злодеяния, которые русские совершили над чеченским народом. Как-то перед сообществом надо было оправдаться. Вот они придумали эту утку. И до сих пор тупо твердят свою утку. А мы тут сидим и пытаемся оправдать. Мы не оправдываться должны. Начинает русский человек говорить о геноциде. Надо его затыкать и говорить ему всю правду. Что как было, а не оправдываться перед ними. Так, ребята, я извиняюсь, у нас эфир уже закончился. Там, и Дон Ахче так и так с нами уже в любом случае в следующем эфире тоже может высказаться, еще там какую-то информацию наудить, скажем так. У нас как бы 4 часа по регламенту закончились. Там есть группа круглосуточная, радио Машу. Кто хочет, может принимать участие, общаться, знакомиться. Гарстах. Лаер запой, шукурбанц. Диду. Да. Адвалой. Ты обешка, ты это больно. Bisa olmasın.